Больше, я думаю, на федеральных, во всяком случае, СМИ, человека, который так болеет за эту тему, и вообще человек, который ведет передачи, собирает материал, а кроме того еще вокруг себя собирает журналистов, единомышленников, которым интересна тема этничности и этнического. Поэтому с огромным удовольствием Маргарите Арвитов мне слово. Спасибо большое. Коллеги, а давайте поближе подвинемся. Нас так мало осталось. Тех, кто выжил, дошел до второй половины дня. Потому что, смотрите, во-первых, вот эти вот книги надо каждому, да, кому они нужны, взять для работы. Это раз. Потом здесь, значит, кодекс, который окончательный уже вариант. Да, давайте прямо. Да, я разговариваю, берем, потому что у нас, видите, у нас минус полчаса. Я даже не знаю, что полезно вам сегодня. Вот я вижу, здесь ведь есть люди, которые уже проходили, да, наши семинары, да, несколько человек у них. Я попрошу вас, кстати, сгруппироваться, да, потому что по заданию у вас будет немножечко все другое. Давайте начнем. Просто сразу говорите, что вы хотите услышать, что вам важно узнать, потому что времени у нас до 17:15 с одним кофе-брейком. Вообще ничего. Так? Кто начнет? Современные тенденции. Современные тенденции чего? Куда идем? Куда идем? Вы с пятачком? Большой секрет. Понятно. Так. Мне вот, допустим, интересует, как вам удалось добиться вот приложения, сказать, национальный акцент в такой газете, как «Одно кино». Так, а есть у нас, да? Я буду записывать, чтобы не забыть. Ну, а книга, вижу маркер, вижу. Ну, книгу расскажешь, как раз будет. Кстати. Да. Так. Как приложение, так, тенденция. Все уже? Вопросы кончились на этой стороне. У вас есть вопросы? Нет, лучше сейчас. Потому что дальше мы понесемся. Я меняюсь микрофон. Даже я не знаю, как сформулировать как вопрос, ну, в смысле, с вопросительным знаком, да? Но у меня в последнее время такое ощущение, что СМИ влияет на формирование мнения человека, но не влияет на какие-то действия, глобальные изменения, да? То есть, ну, это опять же такие... То есть это манипулятивная технология, вы хотите сказать? Да. Манипуляция населением и не влияет на принятие решений властью, правильно? Да. Я не знаю, как это как вопрос, но это о наболевшем, да, о том, что хочется обязательно поговорить, чтобы вы сказали. Ну, мы можем так сформулировать, да, манипуляция населением, да, и игнорирование власти, правильно? Да, вот, наверное, да. Понятно, хорошо. Еще да. Да, может быть, вот, кстати, еще об этом я и читала, писала. Этнические стереотипы и штампы, этнические стереотипы и штампы, которые формируют СМИ, и этнические стереотипы и штампы, которыми сами СМИ руководствуются в определенных народах и культурах. Хорошо. Да. Кто формирует этнические стереотипы? Вы так хотите? Или вы утверждаете, что СМИ? Потому что я, например, не уверена, что только СМИ. Я должна сказать, что это власть делает. В общем-то, на эту проблему можно посмотреть с двух и даже с трех разных сторон. С другой стороны, да, то есть как бы определенная штампа на народе и культуре, которая иногда, в общем-то, как хвост в СМИ существует, держатся и поддерживаются, но, может быть, даже переносятся из общества. Так, и может быть еще в качестве проблемы, вот, например, иногда журналисты игнорируют экспертное мнение, потому что мне кажется, что этническая тематика это так же, как биология, физика и другие области, все-таки должна учитывать мнение эксперты, да? Да, кто эксперты. Потому что часто в некоторых проблемах журналист выступает как эксперт, часто не обладая каким-то определенным объемом знаний. Хорошо, понятен спектр интересов. Давайте тогда. Ну, о том, что книжечки все, которые я вам раздала, это понятно, что, да, это материалы. По второй вопрос как раз приложение? Да, как приложение.
С этим понятно. Еще два листочка, которые были вам розданы. Пожалуйста. Конечно. Конечно. Нет, это то, что я несу. Он нас и не слушает. Он задал вопрос и не слушает на задних рядах. Ну и ладно. Значит, мы не будем отвечать на этот вопрос. Который интересен. Значит, чтобы понять, куда сейчас идет журналистика в освещении этнической тематики, нужно прежде всего понять, а что с ней происходило. Ну, те, кто уже у нас, так сказать, были на семинарах, вам придется еще раз это услышать. Подавляющее большинство не было, поэтому скажу, что в принципе в советский период существования российского государства, здесь я хочу оговориться, почему я так всегда говорю, в советский период существования российского государства. Потому что у нас и журналисты, ну я уже не говорю о населении, мы о себе говорим, о журналистах, очень часто в своих материалах, знаете, так вот подспудно идет мысль, что наше государство молодое, что оно недавно возникло, у нас такая молодая демократия, что-то у нас такое молодое. Вот, пожалуйста, давайте от этого стереотипа прежде всего в своей голове избавимся. Мы живем с вами в государстве, именно в государстве, которому больше 1000 лет. И вы должны это понимать и смотреть на все, что вы делаете, вот с этой точки зрения. Не с точки зрения, знаете, молодняка из детского сада, вышедшего, и вот нам сейчас все придут и все расскажут, как нам жить, а мы такие вот зеленые, значит, штаны на лямках у нас, да, и вот мы такие, детский сад. Ничего подобного. Опыт демократии в российском государстве, он будет побольше, чем в Западной Европе. Это тоже нужно понимать. Вы вспомните, где был центр ганзейский. Вспомните, где он был, и вы сразу все поймете. Центр ганзейских городов был у нас в Новгороде Великом. У нас все пути проходили через... Ну, то есть, понимаете, вот у нас искаженное восприятие, а это некое советское как бы наследие, потому что, конечно, придя к власти, захотелось в 20 веке большевикам, чтобы вот все началось с нуля. Вот мы до основания разрушили, а затем, да, и вот поэтому у нас вроде бы история начинается, то у нас молодая демократия, то у нас всего так государственность более-менее как-то существует, чуть ли не с начала 20 века, да, в каком-то осознанном смысле. На самом деле все не так. И поэтому вот когда так смотришь на свою историю, так смотришь на свою страну, немножко другой взгляд появляется. И интонация, что самое главное, появляется другая интонация. Но если мы возвращаемся к тому, а почему же у нас сейчас множество претензий к журналистам, они не так освещают межэтническую тематику? Ну, варианты какие? Либо они тупые, непрофессиональные, либо что-то... Почему они вдруг так? Да? Ну, вроде не похожи мы с вами на тупых и непрофессиональных людей. Так в чем же дело? Дело в том, что все, как мы говорим, и государство, и все институты имеют преемственность. И естественно, что вот эта преемственность в журналистике, освещать этническую тематику, она тоже теоретически предполагается, но ее не было. И мы сейчас с вами вот на нынешнем этапе развития нашего древнего государства находимся в таком состоянии, когда у нас есть уже и всегда были проблемы межэтнические, проблемы взаимопонимания, коммуникации между разными народами, но в разные периоды существования нашего государства они решались разными способами. И вот сейчас мы подошли к тому периоду, когда решать эти проблемы больше всего и, так сказать, больше внимания уделяется решению можно только в информационном пространстве. Не только в нем, но большая часть именно в этом информационном пространстве. Как мы подошли к этому? И почему мы не сильно готовы оказались к такому, скажем так, бремени? Потому что в советский период у нас существовали межэтнические отношения. Мы все это прекрасно помним, кто чуть старше 40 лет, да? Вот мы знаем, что они были, мы знаем, что были проблемы, мы знаем, что они решались. Были другие инструменты у государства. Какие это были инструменты? Ну, партия, да, серьезный административный ресурс. Но это как бы вот, о чем она оперировала, партия? Вот что... Идеология, да. Ну какие были вот у нее инструменты для того, чтобы в стране, где у нас как жило 193 народа, так и живет у нас 193, слава Богу, в отличие от Западной Европы, мы ни одного народа не потеряли. За уже, так сказать, несколько столетий мы живем, и языки мы не особо теряем. Хотя мы, конечно, страшно переживаем, и переживать надо. Если мы переживать перестанем, мы точно начнем терять. Поэтому давайте мы будем переживать, но вы должны знать, что мы ничего не потеряем. В
в отличие от тех, кто нас пытается чему-то научить. Но это я, опять же, рефлексия по поводу рефлексии, эти короткие штанишки, штаны на лямках, нас научат, да? Вы должны понимать, кто кого здесь на самом деле учить-то должен, если уж так посмотрим на наше пространство. И в советский период были инструменты идеологические. Если человек вдруг проявлял какие-то, как мы сейчас говорим, ксенофобские высказывания, что с ним происходило? Ну, что с ним происходило? Что происходило с журналистом, который себе позволял такие вещи в материалах? Что с ним было? Дискредитация влекла за собой волчий билет, так называемый. Да? То есть человеку перекрывался кислород. Кислород в виде карьерного роста, а кислород в виде, может быть, даже запрета на профессию. Да? Вот это были одни из инструментов. Да? Дальше были инструменты. Сейчас говорят, в советский период денег не тратили, а люди все друг друга любили. Вранье полное. Денег тратилось немерено. Именно на то, чтобы люди узнали, что у нас в стране живут люди разных национальностей, чтобы они прикоснулись к культуре. Это не было, так сказать, на поверхности, это не было вот так явно, да, давайте сейчас поедем и узнаем культуру друг друга, да, вот такие вот пафосно, никто ничего не говорил, таких вот глупостей. Но были какие инструменты? Инструмент советской армии. Большинство мужского населения, подавляющее большинство мужского населения Советского Союза проходило через институт советской армии. В советской армии ни один мужчина не оставался служить в том регионе, из которого он призывался. Вплоть до таких вот вещей, о которых очень люблю рассказывать. Некоторые герои вот моих материалов с Ямала, где нормальная температура минус 50, минус 40, да, человека призывали и служил где? В Южном Казахстане, где плюс 50 и пыльные бури. По дороге знакомился, да, что происходит, кто где. Значит, ребята с Кавказа отправлялись куда-нибудь на Урал, в Сибирь, да, ребята из Сибири ехали в горы, да, или еще куда-то. Так или иначе, конечно, были межэтнические столкновения, да, и спросите любого мужчину, который был в советской армии, вот, например, у меня муж тоже прошел вот эту школу, и он очень четко давал характеристики разным этносам, какие ниши они занимали моментально в армии, как только они туда попадали. И они, знаете, не сильно изменились, эти характеристики. Да, вот с тех пор, когда сейчас спрашиваешь ребят, которые тоже в интернациональных вот таких вот, значит, воинских частях служили, они в той или иной степени подтверждают, жесткости стало больше, да, но у нас вообще в обществе стало больше жесткости, мы более по-звериному друг к другу стали относиться. Да? Ну, это, к сожалению, вот, я думаю, что это мы должны пережить и как-то вот переболеть, уже, мне кажется, это идет на спад, мы уже немножечко понимаем, что надо беречь друг друга. Так вот, институт советской армии, в котором все мужчины как минимум узнавали, некоторые женились в местах службы, некоторые жен привозили домой из мест службы, да, вот у нас вот это вот перемешивание было. Теперь, когда говорят, это ничего не стоило. Конечно, дешевле оставить парня, которого призывают, в том же, его никуда везти не надо. Знаете, какие потоки транспортные шли по всему Советскому Союзу, да, вот эшелонами солдатов везли на Дальний Восток, на Кавказ, на Север, там, на Диксон, еще куда-нибудь, куда угодно, да, это ж сколько денег стоит? Это стоит денег? Это стоит колоссальных денег. А в результате мы получали вот эту вот перемешанную общность, да, которая чуть-чуть друг друга узнавала. Следующий институт, который тоже очень дорогостоящий. Сейчас все вузовское обучение платное. В советские времена оно было бесплатное. И существовали, вы прекрасно знаете, опять же, старшее поколение, я себя прям динозавром чувствую, все дальше и дальше. Существовали квоты в ведущих вузах, в лучших вузах страны всегда существовали квоты, национальные квоты в том числе. Я прекрасно помню, как у нас на факультете журналистики на первом курсе мы через губу смотрели на ребят, которые приехали и учились с нами на одинаковых условиях на том же факультете журналистики, но они были сплошные троечники, приехали из национальных регионов, а мы такие, значит, еле прорвавшиеся пятерочники, москвичи, говорили, вот, мы тут лбами прошибали. Из 25 баллов возможных у меня было 24,5. Вы можете себе представить, для того, чтобы поступить на то же место, на которое ребят из других регионов, они вообще 3,5, средний балл у них был. И мы учились все вместе. Первый курс мы еще пухтели друг на друга.
Но на курсе в 250 человек у нас практически была представлена вся страна. Большинство людей, естественно, жили в общежитиях. И тоже там знакомились друг с другом, знакомились с кухней, с обычаями, с чем угодно. Да? Система перемешивания. Сколько это стоит? Сегодня обучение в Московском государственном университете, на факультете, который я закончила, стоит 1 400 000. Вот из чего кармана эти деньги были? Обучение было, мне даже кажется, что получше, чем сейчас. Вот из чего кармана были эти деньги? На эти 250 человек. Понятно, да? Это стоит денег? Стоит денег. Следующий этап. Распределение послевузовское. Что получали молодые специалисты? Гарантированно. Их страна могла направить на 3 года работать туда, куда надо стране в этот момент. Что они там получали? Как минимум крышу над головой, то есть жилье какое-то, подъемные обязательно были, и гарантированное как бы рабочее место, зарплата, которая не давала меньше претензий друг к другу, у нас больше открытости, поэтому мы друзей заводим в молодости на всю жизнь. Вот то есть страна еще скреплялась вот этими скрепами человеческими. Они тоже были очень интернациональны. Да? Начинал комиссаром, я все-таки со школы. Это тот же самый Артек, это те же самые трудовые лагеря. Я сам из Дубны, у нас лагерь трудовой был в Черцове. Вот, да, то есть уже тоже, в общем, все сразу. Начинается мы все-таки не с армией, а с воспитанием в школе. Ну, то, что такое, да, то, что еще затратное, колоссально затратное и на виду. Да. Плюс к тому такой момент, который здесь не был освещен, да, это культура. Да, я заканчивал хоровую студию, у нас в программе обязательно была эстонская песня, белорусская песня, украинская песня. И дальше мы летом обязательно должны были поехать в Таллин на праздник песни, где был весь Советский Союз. Да, там был сводный хор всех республик, всех народов. То, что сейчас, допустим, в прессе пишется о том, что мы Изамаль никогда не исполнялся, я помню, в Пиршевской чаше прекрасно пелось сводный хор в несколько тысяч человек. Так что я получился со школы. Ну, я могу сказать, что вот мой сын, которому сейчас 20 лет, он тоже закончил хоровую школу, но обратите внимание, куда он ездил на лето. Во-первых, за деньги родителей, во-вторых, в Болгарию. Да, в Болгарию, где там где-то чего-то, значит, тренировали. Ну, это фактически как бы такой вот частный был отдых, да, ну, выехали они и выехали. Поэтому вот это вот очень большая разница и очень большие затраты были. Сейчас все эти институты не работают. И поэтому вот мы говорим, что с одной стороны идеологические были моменты, человек, проявлявший ксенофобию, моментально попадал в черный список, ему перекрывался кислород на всю оставшуюся жизнь. То есть он карьерно не продвигался и не мог распространять свои вот эти вот ксенофобские идеи нетерпимости. Его перекрывали вот где-то там на уровне комсомола еще. И все, на этом все кончалось. А сейчас это все не работает. То есть человек, у которого вот могут быть устремления и взгляды не совсем, скажем так, толерантные, да, и не совсем терпимые, он спокойненько продвигается по карьерной лестнице. Он не просто продвигается, он за собой тянет целый шлейф. Мы знаем, да, люди у нас группами двигаются по жизни. И вот эта вот группа, и мы видим, что в некоторых регионах у нас появились такие группы, которые уже пришли к власти. И они уже начинают, они уже имеют доступ к бюджету, ко всему остальному. То есть вот это вот раскручивается, вот этот вот механизм, маховик раскручивается. Да, и потом у нас, значит, государство спохватывается, когда уже начинаются какие-то выступления, когда уже начинает группа ходить группа на группу. В регионах там, значит, 200 человек таких, 100 человек на пробежку русскую вышли, кто-то еще вышел на исламскую пробежку, потом, значит, у нас выходят правоохранительные органы и в бронежилетах стоят между этими пробежками, вот, что тоже... Вот у нас маховик закрутился. Но где у нас сейчас, вот при отсутствии тех механизмов и тех затрат, где у нас люди могут узнать о том, что они разные, о том, что у нас 193 народа, о том, что эти 193 народа это 239 языков. Вот это вот, да, вот у нас. Это фактически 193 взгляда на мир и 193 философии. А что такое философия? Когда нам говорят, наше самое ценное богатство в стране – это наши углеводороды. Опять, ерунда полная, потому что
самое главное наше богатство – это наши мозги и наши люди. Да, если у нас нет мозгов и нет как бы людей в чем-то убежденных, которые готовы что-то делать, да, и как-то воспринимать этот мир, то ну, это просто биомасса, с которой очень легко справиться. Очень легко справиться, а территория у нас такая лакомая, чего у нас только нету. И вода есть, самый, так сказать, большой проблемный ресурс, скажем так, наступившего столетия, да, и углеводороды есть, и леса есть, и поля есть. В общем, знаете, просто не удержим. Это реальная опасность национальной безопасности нашей и жизни наших детей. То есть, если мы не научимся дружно жить и спокойно жить, если мы будем поддаваться вот на то, что нас пытаются стравить, то это реально один из механизмов выживания нас с нашей территории и вымывания наших детей с нашей территории, которую нам оставили предки. То есть вот здесь как-то, знаете, мы все время думаем, вот национальные проблемы, это какие-то личные, они достаточно далеко идут. Это глобальные проблемы, которые четко нужно понимать каждый раз, когда ты прикасаешься к этой теме. Просто понимать, да, куда это может вывести. А вывести это может вот туда. Посмотрите внимательно, каким образом и что пытаются задействовать и возбудить у нас в стране, когда, допустим, возникла проблема с арктическим шельфом. Что началось? Вспомните, какие пытались сделать вбросы информации, связанные с национальным вопросом у нас. Не помните. Ну, в принципе, те, кто активисты финно-угорского движения, они должны помнить, что начали активно вдруг у нас на Западе рассказывать о том, как у нас бедные коренные малочисленные народы Севера живут, как им плохо тут живется. Значит, тут уже нужно было вовремя дать слово этим коренным народам, которые сказали: слушайте, а что это вы плевать на нас хотели столько времени, сами гадили, где только могли, когда разрабатывали все, и Сахалин Энерджи, и все остальное, а тут мы вам вдруг понадобились. И с этой платформой приразломной, и со всем остальным. Но, опять же, важна роль журналиста, который должен тоже понимать и сопоставлять. Если вдруг никого не интересовали 30-40 лет наши коренные народы, которых всех вместе 250 тысяч, а коренных малочисленных у нас в стране 45 народов, да, то вдруг чего они вдруг заинтересовали? Почему это? То здесь вот какая-то аналитика, конечно, необходима. Так вот, возвращаясь к тому, что же, почему мы оказались не готовы к освещению этнической тематики, потому что были другие механизмы. Другие механизмы, которые позволяли нам жить нормально в нашей большой стране, хранить нам вот эту территорию, пользоваться, передавать ее детям. Да, ну, очень утилитарное свойство, да, того, что с нами происходит. Очень все утилитарно. Мы должны жить сами нормально и оставить нормальную территорию для проживания нашему потомству, нашему, не какому-то другому. И пусть это будет не сильно толерантно. Но в первую очередь хочется, чтобы выжили наши дети. Да? И вот с начала 90-х годов у нас можно посмотреть, как развивалась вот эта тема. Мы начали в журналистике, она как бы на ощупь пошла. И еще не прошла до конца период своего взросления. Вот поэтому у нас такие проблемы. Вы можете, так сказать, коротко пробежаться. Вот 91-95 эйфория, использование старых ресурсов. В это время открывается очень много национальных изданий, парад суверенитетов идет, регистрация общин. Но в это время еще работают старые типографии, и то есть уже можно зайти в эту типографию, и еще никто не спрашивает денег за это. Да, то есть еще все такие вот, еще советское сознание, но уже все можно, то есть идеологические вот эти вот сняты, а ресурсы еще остались, еще наша промышленная база еще работала, да, в начале 90-х. И вот, начали выпускать газеты, их очень много появилось, очень много общин образовалось. Я могу сказать, что только в одной Москве с 91 по 95 год действовало и было зарегистрировано 56 только еврейских организаций. Только еврейских, не говоря уже о всех остальных. Каждый главный, каждый, да, вот сказать, такой подъем был. Дальше, 95-2005, у нас вдруг начали считать деньги. Старая наша база приходит уже в негодность, типографию нужно, машины менять, все нужно менять. На какие шиши? Понятно. Да, начинаются вопросы. В это же время на местных телерадиокомпаниях задаются вопросом, а на какие шиши содержать программы. Опять же, говорят, хорошо, мы готовы
чтобы были программы на языках, но кто за них будет платить? И тут у нас же еще сознание какое, все вокруг советское, все вокруг мое, а тут как, ну это же надо, ну хорошо, надо, а студию содержать надо, за электричество платить надо. И вот я всегда привожу такой пример, он меня потряс. В Нижнем Новгороде закрылась программа, долго существовавшая на татарском языке, только потому, что местная, очень богатая, вполне состоятельная, многочисленная татарская община не смогла найти 350 тысяч рублей на то, чтобы целый год выходила эта программа. То есть это немного то, что просила местная телерадиокомпания. Ну просто оплатите там, я знаю, свет, коммуникации, да, ну, часть какую-то. Я сказала, да вы что, вы нам так должны. И тут стали возникать вопросы, а кто мы, и где мы вам задолжали. Да? И вот это все, значит, ком начал наворачиваться. Для массовых СМИ в это время этническая тематика продолжает быть маргинальной. Почему? Потому что продолжают в это время, посмотрите по хронологии, главными редакторами и людьми, принимающими решения, хоть и в новой экономической ситуации, но были кто? Все те же люди, которые были воспитаны в советском периоде. И в их понимании этническая тематика абсолютно табуирована. Нельзя об этом говорить. Это решается по-другому. Нечего. Бьют по рукам журналистам, которые пытаются об этом говорить и говорят, вообще не трогай, вообще это не надо. Об этом мы будем говорить в последнюю очередь. Не потому, что они боялись каких-то, допустим, применения санкций, как сейчас боятся. Сейчас другая ситуация. Сейчас стали бояться применения 282 статьи, которую я к вам, кстати, раздала. Почитайте ее внимательно. Это статья, по которой пытаются некоторых журналистов на местах прищучить, если они активность свою проявляют. Им пытаются, как говорят, пришить экстремизм. Экстремизм, разжигание межнациональной розни. Ну вот следующий этап. Демонтаж дружбы народов, как я его назвала. То есть в это время у нас уже 11-й год край поставлен не случайно. Это декабрь, это Манежная площадь. Вот, то есть мы дошли вот в этом неприятии национальной тематики. И власть, кстати, центральная власть, московская власть, она также относилась к национальному вопросу. Еще в 2004 году было ликвидировано даже формально существовавшее Министерство по делам национальности. Вот Зорин, который у нас вчера вы видели, да, ну, последний министр, в ранге министра, которого был, и он был наш министр без портфеля, у него было 4 или 5 человек помощников. Ну, то есть это для галочки, это вывеска была. Он, конечно, ездил. Даже это, может быть, похоже было сейчас на по правам человека, да, представитель при президенте, что-то такое, да, вот по защите прав этих малых предприятий у нас есть, предпринимателей, там Титов есть. Ну, вот что-то вот такое было, но он был ранний министр. Даже это ликвидировали. Почему? Была позиция такая. Не существует межнациональных проблем в принципе. Не существует. Люди все, ну мы в советское время все друг друга понимали, и сейчас прекрасно поймем. Люди все друг друга и так прекрасно понимают, а проблема только в плохой экономике. Вот как только мы экономику наладим, все станут жить богато, у каждого будет, так сказать, во рту кусок колбасы, и он сразу полюбит ближнего, и не будет никаких проблем. Вот вся проблема в отсутствии колбасы. И это была позиция власти, она достаточно серьезно изменилась в 2011 году, потому что уже мы прошли пик, у нас как бы страна была на подъеме, да, все было вроде бы нормально, и вдруг Манежка, вдруг такая реакция, и я вам скажу больше, очень правильно поступила тогда московская власть, потому что, ну, московская, я имею в виду федеральная тоже, потому что настроения в Москве были очень, очень тяжелыми. Я могу сказать, что если бы этих ребят тронули, если бы на них пустили полицию, разгонять их дубинками и все остальное, то вышли бы взрослые. Потому что накал был такой, ты заходишь в транспорт, ты садишься, я не знаю, там, в машину к любому таксисту, и он говорит, что попробуют вот их вот тронуть, потому что они правы. То есть вы понимаете, что они правы. Было ощущение, у 90% жителей Москвы было ощущение, что те, кто вышли на Манежную площадь, они правы. И если бы власть их тронула, то значит, как бы, во-первых, покусились на наших детей, но мы знаем, какая у нас нормальная реакция, когда детей наших трогают, а там были мальчишки все молодые. Вот, мы знаем, что это было бы. Это значит, пошли бы женщины, потом пошли бы мужчины, и потом бы неизвестно, что кончилось, и где бы мы сейчас были. Вот, вроде бы, как мы говорили, 17-18 место регулярно в вопросах занимает проблемы межнациональные.
как будто они никого не волнуют. Первое – это ЖКХ, первое – это, ну, я не знаю, там, устройство, конечно, это важные все вопросы. 17, 18, 19 место. Национальный вопрос стабильно идет по опросам в регионах, в разных регионах, в том числе и в Москве. Сейчас он выдвинулся на 7-е. Сейчас на 7-м. И это очень тревожит. То есть это значит, это если оно с 17, 18, 11 году дало всплеск на Манежке, то представьте, что оно даст с 7-го места сейчас в Москве. Поэтому напряжение колоссальное. И идет сейчас там, и какие-то попытки действий производятся. И здесь мы видим уже период достаточно хорошего, серьезного развития интернета. Начался виртуальный сепаратизм. Все то, что можно было отследить в режиме зарегистрированных СМИ, еще чего-то, ушло в неконтролируемое поле интернета. То есть обвинить журналиста очень легко, и закрыть издание сейчас очень легко. 2 предупреждения на 3-е свидание, да, ты лишаешься лицензии, ну и фактически тоже, в общем, попадаешь под такое око разных органов за экстремизм и за все остальное. Очень легко. Но ведь весь экстремизм и сепаратизм вовсе не в официальных СМИ сейчас. Он сейчас в интернете. Там никто ни за что не отвечает, никто никого толком поймать не может. Сейчас пытаются предпринять какие-то попытки, они вызывают разную реакцию, в том числе вот эта инициатива по поводу блогеров-тысячников. Да, вам она хорошо известна, что их приравнивают к СМИ, и дальше к ним прилагаются все остальные меры. Но это тоже, в общем, знаете, еще бабушка надвое сказала. Смогут ли это реально сделать, смогут ли это реально отследить? Есть ли силы для того, чтобы контролировать Рунет? У меня ощущение, что сейчас их нет. В том виде, в котором предполагается это делать. И вот с 2011 года по нынешний период идет некое осознание того, что же с нами происходит, и что все-таки, оказывается, этническая тематика должна, наконец, присутствовать в средствах массовой информации. Все-таки ее надо туда бедную пустить, иначе нам никуда. Иначе где же у нас люди узнают про то, что если разрез глаз другой, то это не обязательно враг, насильник и все остальное, что это может быть и какой-нибудь, скажем так, не потомок каких-то диких племен, а это может быть потомок великих поэтов, великих мыслителей. Да? Вот это все же надо где-то узнавать, если ты не был в том регионе и не знаешь. Но здесь, опять же, очень удобную позицию для того, чтобы что-то не решать, всегда есть удобная позиция. И эта удобная позиция – найти виноватого. Виноватый оказался средством массовой информации. Лет 5 подряд на всех слушаниях в Госдуме, куда не придешь, в качестве эксперта говорят: у нас все хорошо, мы, Госдума, работаем замечательно, мы вообще такие хорошие законы принимаем, и исполнительная власть замечательная, на местах все замечательно. Одна загвоздка. Есть паразиты-журналисты. Они начинают разжигать, и вот они это делают, прям, знаете, как будто это десант марсиан заброшен в Российскую Федерацию для того, чтобы вот это все делать. То есть это очень была удобная позиция. Не решать проблему конкретную, найти виноватого и постоянно на него указывать. Я говорю, хорошо, давайте, когда я выступала там от имени журналистов, говорю, хорошо, вот я та, кто во всем на свете виноват. Да? Я не знаю, можно меня, наверное, сейчас закидать камнями прямо здесь, в Государственной Думе, можно еще что-нибудь такое сделать. Изменится ли от этого ситуация? Изменится ли, или мы же все-таки будем решать эту проблему? Или мы все-таки попробуем сдвинуться с мертвой точки и с точки зрения законодательства, и по всяким другим позициям, потому что вы же знаете, что у нас очень долгое время, несмотря на то, что вроде бы была концепция государственной национальной политики 96-го года еще, и с тех пор не пересматривалась. То есть у нас даже не было идеологического документа, а что за национальную политику мы должны с вами, что у нас предполагается под видом национальной политики. У нас была программа экономического развития, у нас была программа развития образования, чего угодно. Но национальная политика была датирована 96-м годом, где, внимание, был пункт о территориальной реабилитации репрессированных народов. И за этот пункт, а у нас народов репрессированных 12, вот сейчас у нас еще крымские татары прибавились, добавились, да, с территориальной, и они тоже же первые, вспомните, о чем они заговорили, еще даже референдум не состоялся, о чем они кричали? Территориальная реабилитация, отдайте нам полностью Крым и все остальное. То есть там было очень много пунктов, которые были в парадигме начала 90-х, когда мы еще толком писали законы и не понимали, а что из этого будет.
вывезем, да? Чем это обернется, и главное, кто за это платить будет, за реализацию того, что там все прописано. И мы очень долгое время, вплоть до 2012 года, жили с концепцией государственной национальной политики. 1996 года у нас не было вообще никакого другого документа. То есть ликвидирован Миннац и все. И все остальное. У нас не было в бюджете ни копейки на национальную политику. Это вам еще очень сильно повезло в Удмуртии, что у вас было Министерство по делам национальности, которое 20 лет худо-бедно существует, вот дом построили, еще что-то сделали. Я понимаю, что тут были консолидированные средства, но вам очень сильно повезло. В большинстве регионов Российской Федерации такого близко не было. И вообще такого и в Москве такого толком не было. Да? Этот дом построили, ну сколько, его начали, 10 лет назад его построили. Вот считаете, и то это была фрагментарная какая-то такая компания. И ноль в бюджете Российской Федерации до этого года. В этом году впервые появились там какие-то средства на реализацию стратегии государственной национальной политики. И опять же, я считаю, что это очень важно, что там появился еще и пункт по информационному сопровождению. То есть это фактически реальное признание того, что без нас никакой, без журналистов, никакой национальной политики в Российской Федерации быть не может. То есть обвиняли, отговаривались, но вот сейчас официально признано, что без нас никакая власть действовать не может. Более того, во всех регламентах, ну, кто вчера был, я тоже об этом говорила, да, во всех регламентах обозначено, что власть обязана в случае возникновения критической ситуации, не хочет или не хочет, а обязана контактировать с журналистами в оперативном режиме. А у нас Пугачева и все остальные ситуации почему появляются? Потому что, в том числе, почему? С одной стороны, правоохранительные органы там имеют какой-то свой интерес и выпускают тех, кого не надо выпускать, да, совершивших преступления. А с другой стороны, представители власти вообще никак не контактируют с людьми, ни с журналистами, ни с кем. Журналисты, естественно, выезжают на место. Если там стоит толпа 200 человек, где должен быть журналист? Он должен быть рядом. Это его работа. А ему никто ничего не говорит, власть не выходит и вообще ничего. День, два, три дня. И вот мы в Саратове недавно была, и мы разбирали. Я говорю, ребята, скажите мне, ну там уже не было тех людей, которые 3 дня не выходили. Но министр был по делам национальности. Я говорю, вот скажите мне, а как вообще могло, сколько надо, вы пешком, вы ползком ползли до этого Пугачева. 3 дня вы не говорили с людьми, вы вообще ничего не говорили, вы взорвали всю страну. Именно своим молчанием. Так вот, выводы из этого сделаны. Нельзя молчать. Есть период распространения информации, особенно в интернете. Сейчас не имеют права молчать, вы должны это тоже знать. То есть им даже внутренние их циркуляры запрещают молчать на эту тему. То есть вот хоть что, но они должны сказать. А дальше это уже как бы наша работа вынуть все остальное. Ну, вот по настоящий период идет это осознание. Я считаю, что это все-таки уже некое конструктивное такое поле, уже перестали сплошняком, Нет, не хочет. Что я сделала? Нет, он работает вроде бы. Нет? Сейчас мне поможете. Спасибо большое. Вот, поэтому ситуация, она такая, как бы, мы только учимся. Я к чему все это? Да, вот мы подходим к тенденциям. Тенденция, что мы начинаем это делать все лучше и все больше. Все лучше и все больше. Почему? Потому что здесь мы вот подходим к оплате и вот к этим вашим вопросам, да, как выжить, как выпускали приложения. Сейчас уже пришло новое поколение руководителей, которые в СМИ, которые не так боятся. Многие продолжают бояться, потому что, повторюсь, были моменты, когда выносили предупреждение на местном, правда, уровне, это было в Волгограде и в Астрахани, по-моему, когда вынесли предупреждение средств массовой информации официальное по разжиганию межнациональной розни за публикацию объявления «Русская семья снимет квартиру». И это как бы прецедент. И, естественно, нужно было здесь всячески... Были случаи, когда вот в Хабаровске была ситуация, когда журналисты пытались тоже закрыть за то, что он опубликовал материал по миграции, и ему сказали, что в этом материале он разжигает межнациональную рознь, и вовсю ему пытались 282-ю статью, значит,
и ему, и предупреждение СМИ вынести, и так далее. Да? То есть вот такая тенденция, она непростая, но мы обязаны освещать эту часть нашей жизни. Просто мы должны понять, что эта часть нашей жизни всегда была и сейчас есть. И сколько будет существовать наша национальная страна, как единая страна, да, столько и будет. Вот тема взаимоотношений между народами была, есть и будет. Тема развития или неразвития культуры. И поэтому она в информационном пространстве обязана существовать. В каком виде? Это вопрос нашего профессионализма, вопрос смелости руководителя, вопрос таланта журналиста, который это исполняет. Здесь бы я хотела вот немножечко сказать, говорят, выжить можно только если есть государственные дотации. В общем, абсолютно неправильно. Все свои этнические проекты я открывала, ну, что называется, с чистого листа. То есть вот даже на радио, когда я поняла, что я уже готова делать такую программу, которая была бы интересна всем, а не только узкой группе вот той национальности, о которой, допустим, рассказывают. Тема безумно коварная, я вас должна предупредить. Потому что всем нам нужен рейтинг, всем нам нужна аудитория. И когда приходят эти, так сказать, показатели, да, то против них не попрешь. Это должно быть любопытно всем, это должно быть всем интересно, но в то же время это должно носить какую-то добавленную информационную стоимость, как-то, да, вот как всех заинтересовать, не разжечь и в то же время коснуться этой темы. Это задача очень непростая и задача для настоящего профессионала. Все свои проекты я открывала вообще без, скажем так, без копейки денег, я могу честно сказать, потому что на радио, когда я поняла, что я готова делать программу, которую я понимаю, что она будет всем интересна, и поняла, как я ее буду делать, мне сказали, хорошо, пожалуйста, делаешь свою основную работу, да, ведешь свои эфиры, в свободное время, пожалуйста, собирай свою программу, эфир мы тебе там, ну, ладно, уж дадим, да, там дадим, попробуем. Когда пошла почта, когда пошел отклик, когда уже стало понятно, что эта программа нужна, окей, меня стали передвигать дальше. И вот уже достаточно много лет я нахожусь в прайм-тайме выходного дня родильного. Да, то есть это вот ситуация такая, когда потом уже только появляются всякие гранты, потом появляются субсидии от Минпечати. Они мизерные, они смешные, но они позволяют ездить. Они позволяют продолжать эту тему делать, потому что она мне очень интересна. Я занимаюсь тем, что мне безумно нравится, и надеюсь, что еще кому-то это полезно. Это вот к вопросу о том, как выжить. Выжить, то есть сначала придумать только очень интересный какой-то продукт и понять, как его сделать так, чтобы он был интересен не узкой группе людей. Очень многие проекты в Москве. Ну, Москва богатый город, понятно, она периодически делает вид, что московское руководство тоже, что оно заботится о межнациональной ситуации. И поэтому периодически кидает какие-то там деньги, как правило, приближенным к ним каким-то журналистам, которые делают полную туфту, но при этом осваивают деньги. То есть они их реально, пилят, там что-то с ними делают, формально выпускают какие-то программы. Все эти программы умирали очень быстро. И я наблюдала этот процесс где-то начиная с середины 90-х. Было несколько попыток в Москве, в национальном городе, в богатом городе, сделать эту программу. Ни одна не удалась. Потому что, начинали с того, что, допустим, шли по пути наименьшего сопротивления. Рассказывали только об одном народе. Ну и вот, допустим, рассказывают о цыганах. Долго, нудно, подробно рассказывают о цыганах. Если это делается непрофессионально, то что мы видим? Ну, первые 3 минуты мы еще смотрим. Ну да, цыгане интересно, да, в Москве живут. Ну, допустим, в Ижевске живут, да, где угодно живут. На 4-й минуте я начинаю сомневаться, что почему не все про цыган, какое-то имеет ко мне личное отношение. Да, вот ко мне, какое это имеет отношение? Ну, наверное, я не понимаю, какое это имеет ко мне отношение. На 5-й минуте я переключаюсь на другой канал. Да? В конце недели приходят рейтинги, и уже руководитель, если он нормальный руководитель канала, он говорит, слушай, мил дружочек, шел бы ты за 12 часов ночи с такой программой. Вроде бы нам и деньги от правительства не помешают, да, которые нам даются, но такую фигню, у нас рейтинг падает. Зачем мне это надо?
ты иди туда, значит, после часа ночи покажешь все свои межнациональные дела. И эти программы, они все выходили реально после 12 ночи. После 12, после часа, вот где-то там, ближе к 3. И все вроде бы были довольны. Те, кто давали деньги, они, значит, там все купили, все, что могли. Формально стояла галочка, что программа такая есть, очень хорошо, все работает, власть работает, журналисты работают. Люди друг друга продолжали ненавидеть и ходить с прутами по улицам. Да? То есть это вот сплошная была имитация деятельности. Имитация, так сказать, работы со стороны журналистов, имитация работы со стороны власти и вот, так сказать, вот имитация журналистики. Конечно, делать такие вещи совсем не хотелось, но нужно опять же понимать, что людям важно вот в таких материалах на этническую тематику понять, чем они могут массового своего слушателя, читателя, зрителя зацепить. А что там есть такого, что мне может пригодиться? И вот здесь мы можем с вами там слегка фантазировать, а что есть вообще такого, что может каждому пригодиться? Варианты, коллеги. Нет, ну какую вообще информацию, вот понимаете, вот туда, в чем? О чем рассказывать, что вот, ну, точно может быть интересно. Воспитание в семье, взаимоотношения, кухня. Вот, да. Очень прикладные вещи. Людей интересует, кто воспитывает как. Отличается то, как я своего ребенка воспитываю, от того, как там. Да? А что можно где-то там перенять? А почему они такие? Ну, культура, знаете, вот в таком общем смысле, обычно человек, ну как, да, меня вообще культура интересует. Но конкретно я бы лучше узнала, как пекутся блины. Да? Вот они все не против того. А что вы тогда скажете о феномене бурановских бабушек? Ну, феномен бурановских бабушек, ну, в том, что, во-первых, любопытно, что отношения очень... Они вышли на сцену, извините, я тогда сразу с места в карьер, да? У нас была такая замечательная система, да, что нужно стать звездой, Тараненко Артем, руководитель отдела сетевых проектов «Единый справочный», блогер и волонтер на проекте «Выполнение». У нас существовала эстрада, да, на которой нужно было работать с продюсерами, ходить к визажистам и так далее и тому подобное, да, и вдруг внезапно появляется на сцене нечто не просто яркое, да, а какие-то бабушки неподготовленные, которые не прошли там 5-летний курс какого-то проекта там за стеклом. Да. И это, в общем-то, был прорыв. Это неожиданно. А как вы думаете, почему это было прорывом? На какую почву лег этот прорыв? На культурную почву. Ниша была пустая. Вот, понимаете, Я не думаю, что здесь сработала только усталость, да, потому что, в общем-то, бабушки из деревни, да, это есть какой-то перчик, и в конечном итоге это привело к тому, что бурановские бабушки сегодня, в общем-то, не те, с чего это начиналось. Да? Но здесь именно культура, именно удмуртская мелодичность, да, это красочный костюм, это умение подачи интуитивное, да, природное. Вы знаете, да, очень много есть таких вещей. Я могу сказать, что в Якутске есть человек, который, он русский, он приехал, абсолютно влюбился в культуру, причем не якутскую музыку, а именно коренных малочисленных народов Якутии, венов, потом там есть, господи, вокруг Аймекона живут, вылетело из головы уже. Ну, то есть там есть несколько народов, корейцы там далеко, чуть-чуть там чуть-чуть есть из Чукотки, да, там, которые никуда такой. И вот он тоже говорит, что у него вообще теория такая, что сейчас человек говорящий,
А ему на смену следующий вид людей, который придет, люди поющие, люди интонирующие. Причем они смогут выражать, то есть смыслы, которые они будут говорить, смыслы наши, они в словах. А люди, которые придут нам на смену, то есть они уже среди нас есть, и они были до нас, это люди, которые создают, как бы рисуют картину звукоподражанием и несколько другими выразительными средствами. То есть они не словами, а они звукообразами. Мыслеобразами. Нет, звукообразами. Не мыслеобразами, а звукообразами скорее, да? Но вот почему-то там это не выстрелилось. Да? А вот здесь я соглашусь с коллегами, что бураровские бабушки, во-первых, вы вспомните, на чем они первое, на что их обратили внимание, когда они перепели «Yesterday». Это первое, на чем их заметили. О, прикольно, бабки в лаптях «Yesterday» поют. Да, еще как. Да, они по приколу вышли. И плюс еще, действительно, вы правы, колоссальная была вот эта, вот сказать, не то что уже аллергия на деланных звезд, на людей бесталантных, безголосых, за которыми не стоит ни культура, ничего, за которыми стоит только желание, ну пустите меня на сцену, но я хоть что-нибудь, не вам, мне нечего показать, но я хочу быть на сцене, да? Совершенно не соглашусь с вами. Да? По причине существования проекта, да, я сказал, что являюсь волонтером «Модель», да, это один из проектов Александра Юминова, который в Удмуртии работает с 90-х годов. Да, и он работает с национальными проектами, подавая их в ключе восприятия иных народов. Да, это вот то, что, о чем вы говорите, это то, что идеально должны делать журналисты. Вот подавать. Вот, да, я поняла. Это вот именно то, чего не хватает. Да? С одной стороны, рассказать о том, что ты знаешь, но, понимаете, невозможно... Я не согласен с прикладным. Да? Я не согласен с тем, что вот, ребята, давайте мы расскажем, как делаются удмуртские пельмени, да, и чем они отличаются от сибирских. Но вы вспомните, что бабушки все равно с перепечами на Евровидении бегали. И печку свою вытащили, и имитировали. Хит-то их был не в том. Хит нет, не в том. Хит был в том, что бабушки вышли, двигаясь как профессиональные артисты, бабушки пели как профессиональные артисты, но при этом у них не было этой долгой подготовки. Они вышли из народа, который это делает. И вот это бабушки показали то, что в 70 лет жизнь не заканчивается ею, то, что в 70 лет можно быть звездами. Да. С другой стороны, эти бабушки, почему еще такая была реакция, эти бабушки показали, как далеко мы ушли от нашей традиционной культуры, где можно двигаться в 70 лет вот так, как мы не можем двигаться ни в 30, ни в 40. И очень важный момент, что... оказывается, если ты живешь в культуре, то ты можешь вот это вот, да, то ты крут. Опять крут. Что традиционная культура легко встраивается в поп-культуру, в рок-культуру. Но я знаю, что очень много было обвинений, в том числе здесь у вас в Удмуртии, в том, что бабушки, они занимаются профанацией, что они... Я знаю, что эта дискуссия была, я следила за этим, потому что очень все было непросто, и бабушки замечательные. Я бабушку просто знаю хорошо, потому что на самом деле на одну из таких самых больших, наверное, сцен они у меня вышли в 2010 году на «Смиротворце», на сцену Малого театра. После этого их уже взяли на Евровидение и так далее. Там было много журналистов, камеры канала «Россия», которые глаза вот так раскрылись, значит, они тоже, понимаете, вот это недоверие внутри тоже существует, потому что мне приходилось очень долго прошивать вот эту стену недоверия. Я прихожу, там, уже, казалось бы, к руководителю канала «Культура» и говорю, давайте вот то-то, то-то, то-то. Он морщится и говорит, это, До этого руководительница канала «Культура» вообще говорила, зачем мне это сельпо? Это сельпо мне здесь не нужно. Мне вот скрипки и все остальное сельпо. Вот это вот я к вопросу о самоуважении, к вопросу о знании культуры своей и о тому, кто заказывает музыку. И вот после того, как, кстати, они многие коллективы увидели, у них возник проект «Фестиваль» на канале «Культура», они, так сказать, обалдели, сказали, ой, мы хотим это снять, здорово. И в следующем же году они сняли большой цикл, правда, сняли тоже его не
совсем так, как мне кажется, хотелось бы. То есть они не сделали того, о чем вы говорите. Они тупо показали вот современный, скажем, не фольклор даже, а вот да, современную вот это вот разные направления у разных народов. Да, не объяснив ничего. Здесь еще в чем проблема? В том, что журналист, он как своего рода интерфейс. Вот он берет, но у него, понимаете, чтобы быть интерфейсом, нужно иметь и разность напряжения, и всякие другие свойства внутри себя. Нужно быть достаточно сложным механизмом, чтобы, пропустив через себя, с одной стороны, так сказать, на одном выходе одна культура, да, поняв по законам той культуры, которая сейчас существует, дать продукт, который будет востребован и в то же время чуть-чуть подтянет аудиторию куда-то еще. Не спустит ее еще ниже плинтуса, как у нас сейчас большей частью делают, а чуть-чуть поднимет. У нас ведь совершенно сейчас не принято говорить вот о той функции журналиста, что она должна образовывать. Нет, что вы, боже упаси. Развлекать и, ну, иногда информировать. И то у вас возникает вопрос, вот ваш вопрос, да, как врут в этой тематике, да? Не информируют, а врут. Да? То есть здесь, даже здесь вопрос. Даже здесь очень серьезные вопросы возникают. То есть у нас серьезнейший кризис журналистики, но он не только у нас. Он во всем мире, этот кризис. Потому что есть и пиар, есть и разные другие технологии, которые работают в нашем поле. Когда мы были просто журналисты, было легче. Сейчас все усложнилось. Знаете, вот эта вот каша, в которой бедному потребителю информации очень сложно вынуть. Где позиция журналиста, да, его образование, его ум, его желание просветить? Где это бизнес-интересы? Люди просто под видом журналистского материала хотят что-то впарить. Или изменить свой имидж, или еще что-то такое, да, где вот, или вообще там тупое продвижение еще чего-то, да, там политтехнологии, вот то, о чем вы говорите, где врут, где правда, очень сложно разобраться, гораздо легче сказать, врут все, не верим мы никому, и, значит, дальше что? Дальше конец нашей профессии? Нет, конечно. Здесь нам нужно опять бороться за нашего слушателя, читателя, зрителя, там, да, пользователя. То есть это на самом деле борьба, которая ежедневная. Но я вернусь вот к тому, как сделать этот материал интересным. Нужно самому достаточно много знать. Я столкнулась с такой проблемой, когда я привезла впервые, наверное, это было, все, опять же, когда вот все наши представители власти ругались, вот журналисты, если кто кого зарежет, они набегут со всей страны и тут же будут крупным планом показывать. А если у нас что-то хорошее, ты их днем с огнем не дозовешься или покажут, как это скучно и неинтересно, и, в общем, у людей рвотный эффект. Рвотный рефлекс такой, да, на всю эту тематику такой легкий рвотный рефлекс, потому что это скучно, это разлюли малина, это непонятно что, это неинтересно, это не нужно. И вот, значит, хорошо, давайте эксперимент сделаем. Было тогда еще 375 лет вхождения или там присоединения, в общем, непонятно чего, Якутии в российском государстве. Каждый себе ищет разную дату. Вы знаете, эти даты большей частью придуманные, и, кстати, это тоже повод для журналистской издевки, я бы сказала, расследования и смеха, потому что после того, как, вы помните, тысячелетие Казани отпраздновали, да, и там большие вопросы с этим тысячелетием, Меркушкин срочно дал задание своим ученым, просто вызвал их на ковер и сказал, значит так, срочно дайте, что у нас тоже 1000 лет. Они нашли, да, правительственный грант, год работы, и они нашли тысячелетие единения мордовского народа с народами российского государства. Отпраздновали, освоили бюджет, все получили. Плюс какой? Плюс в том, что очень хороший сделали город. Саратов преобразился. Так что, понимаете, не всегда вот эти мифы, они... Но это для нас, это, мне кажется, что для серьезного журналиста это повод поулыбаться и так далее. Хотя они даже не обиделись на меня, когда я смеялась над ними в эфире по поводу их тысячелетия. Потому что они знают, что потом я все равно рассказала, как это было полезно для города, для республики, что это действительно дало серьезный толчок. Но... сам повод был фейковый. Это было абсолютно, это вот из пальца высосанная история. Но это же тоже нам нужно об этом рассказывать, об этом тоже нужно говорить. Для этого нужно иметь некую базу. И вот когда я привезла журналистов в Якутск, ну, вроде бы далекая территория, привезла я порядка 25 журналистов. Я вообще при республике никогда не делала ничего, но тут меня просто попросили хорошие знакомые в Якутии, говорят, ну вот почему ничего хорошего не видят, почему о нас так вот как-то странно рассказывают, только алмазы, да и все.
Вот. И, кстати, до сих пор многие считают, что якуты, они на оленях. На самом деле это лошадиный народ. Они на лошадях. Почему-то на оленях это те, кого они вытеснили с этих территорий. Это вот юкагиры, это вот илены, это иленки, это все те, кого они с этой территории вытеснили туда, к Ледовитому океану. Вот. И вот я привожу журналистов, ведущие издания, и Тарутас, там телеканалы несколько, включая Россию, ну то есть это такая серьезная группа, позавидует любовь. Вот они идут по городу, я думаю, ну хорошо, мы им рассказываем что-то, привезла их на ИСах. И тут они по городу говорят, ой, алмазов полно, а асфальт положить не могут. А там особенность такая, идешь, и вдруг, значит, асфальт бугром вот таким, раз. Понимаете? И вот, говорит, вообще, говорит, уже тут, типа, денег не знаешь, чем кушать на этих алмазах, а асфальт себе положить не могут. Я говорю, ребята, а вам не кажется странным, что вот они асфальт положить не могут какими-то странными конусами, и вот если между ними провести линию, то что-то получится. Давайте проведем линию. И мы, значит, как в детском саду, с группой серьезных журналистов из ведущих изданий федеральных, давай эти, значит, черточки. Я говорю, а на что похоже? Слушайте, говорит, похоже на фундамент дома. Я говорю, да что вы говорите? А дальше, и вот потом мы подводим к тому, что журналист приехал в Якутск, не удосужившись узнать, что город стоит на вечной мерзлоте, что это действительно сваи, на которых раньше когда-то стояли деревянные дома. Поэтому на центральной площади Якутска вот такие вот шары, они их асфальтируют каждый год, честно. Вот просто как пионеры. Но они потом, вечная мерзлота, проходит зима, опять все это выпирает, и опять, значит, такие, знаете, шарики круглые. Оно вот не рвется асфальт, но тем не менее такие вот странные шарики по всей центральной площади города Якутска. Ну, о, как интересно. А что остальное? Ну, вы посмотрите, а вот дома на чем стоят. А вот видите, вот если мы, так сказать, подойдем, они на ножках стоят. А вот дальше следующий этап. Я говорю, а вы знаете, что вот в Якутии люди очень долго живут, и одна из причин, там много долгожителей среди местных жителей, среди всех. Вы знаете, что они вот даже такая жара была, там, ну, холодно зимой и летом плюс 40. Когда мы были в июне на Исахе, как раз вот под солнцестояние, когда у вас здесь гербет будет, да, у них будет Исах. У всех народов приблизительно в это время какие-то великие свои праздники с солнцем связанные. А вот они до этого момента пьют талую воду. Они говорят, как это по такой жаре? Я говорю, а всю жизнь это было? Я говорю, видите, вот в любой двор зайдите и попросите показать ледник. И вот они с камерами несутся, значит, в любой двор там где-то частного дома. Понимаете, неподготовленных журналистов. И к чему? Дальше мы идем. Стоит, опять же, тот же Алроса пресловутый, и все остальные компании. Бетон, стекло, красота, в общем, все вырезано. Вы бы видели, какая иллюминация на улицах Якутска зимой. Вот если приехать зимой туда, там фонари стоят, наверное, каждые 10 метров. И они не тушатся вообще в принципе. То есть в гостинице спать невозможно, если ты не задвинешь. Просто читать можно реально. Очень много света. То есть они компенсируют это. То есть света много, все богато. И вдруг на автостоянке стоит такой резной столб высокий, деревянный резной столб. Опять проходят все мои журналисты мимо. Говорят, снимать нечего, когда уже будет наконец это. Я говорю, ну хорошо, снимать нечего. Как вы думаете, что это такое? Ну, какая-то деревяшка. Ну, наверное, что-то, значит, было дерево, а потом решили его вот так вот украсить. Рассказываю, говорю, а странно, говорю, а что это они дерево решили на автомобильной стоянке украсить? Ну, у ребят вроде бы с алмазами все хорошо, уж дерево, денег хватит. Говорю, а зачем они это делают? Опять, понимаете, детский сад, штаны на лямках. Вот как мы начали. Люди не готовы, не знают, не видят, что это. А это якутская традиция старая, когда у них какой-то праздник или что-то еще. Я говорю, а почему там написано, допустим, 20 лет, 30 лет? Говорят, дереву 20 лет или кому 20 лет? У якутов традиция есть такая, они ставили коновязь. Если у тебя праздник, они ставят коновязь, все, кто мимо проезжает, они видят высокий резной столб украшенный. Это значит, в этом, вот у этой семьи праздник, можно привязать лошадь и идти праздновать. На лошадях уже не ездят, ездят на машинах. Машины шикарные, навороченные, там, бог знает, джипы перед джипом. Но привычка ставить коновязь там, где они ставят своих железных коней, во время праздников осталось. И вот, допустим, какому-то банку 10 лет исполнилось, он что делает? Ставит коновязь.
резную. О, журналисты говорят, давайте снимать это. Я говорю, ну, понимаете, и дальше уже тянется история про лошадей. Я говорю, а лошади-то какие интересные. Я говорю, вы знаете, они у них мохнатые, минус 40, сами пасутся, их, значит, маленькие такие. Я говорю, а вы знаете, вот еще если вы дойдете, возьмете на себя труд и дойдете до местного краеведческого музея, вы увидите там, о, ужас, корову вот такого роста, а у нее вымя в шерсти, мохнатое вымя. Побежали со своими камерами, значит, туда смотреть на эту корову с шерстяным выменем. Ну, потому что холодно, и там специальная была порода коров, да. Уже целый сюжет получился от коновязи, от этих железных коней, от этого вздутого, да, то есть все сразу. Потом уже дальше мы их там заманили в шахты. Я к чему? Вот человек, который не знает букв, не знает азбуки, а вы ему даете вот этот вот листочек, или вот тот листочек, да, статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он смотрит на него, он что-нибудь поймет, если он букв не знает? Он ведь ничего не поймет. И вот этому же человеку, неграмотному, подобен журналист, который в этнической тематике подходит, он смотрит на что-то, ему кажется, максимум, что он увидит, это вздыбленный асфальт, который не смогли положить. Он не увидит там больше ничего. Я к тому, что эта тема страшно коварная. Если у тебя нет бэкграунда, если у тебя нет знаний, исходя из которых ты можешь с чем-то что-то сравнивать, у тебя материал не получается. Ты не можешь сделать конкурентоспособный продукт. Ты находишься на уровне вот этого вот пещерного журналиста, который осваивает бюджетные деньги. Пилит их как попало, там где-то выходит после полуночи со своими сюжетами и уходит. Да, и все. И ничего не остается ни уму, ни сердцу, ни обществу. Да? Вот это я к чему, что эта тема страшно коварная. И как выжить? Выжить, это значит, выжить может только тот, у кого есть некие знания, которые их постоянно наращивает. И это мы, кстати, закрепили в нашем кодексе, который у вас тоже есть. Этот кодекс, его писали сами журналисты. Для меня это очень ценно. И многие, кто здесь, вот, ну некоторые, кто здесь присутствует, они тоже в этом участвовали. Какой-то частью, вы помните, в 2010 году мы начинали его писать здесь, да, какие-то формулировки давали. И вот с тех пор он, так сказать, так трансформировался, и там один из пунктов, что журналист, который занимается тематикой, обязан постоянно повышать свой профессионализм и постоянно узнавать что-то про другие народы. Иначе он не может в этой профессии и в этой специализации существовать вообще не может. Не может. Пусть идет про что-то другое пишет, я не знаю, про котировки, еще про что-то, но там тоже нужны знания. Да? Там тоже нужны знания. А у нас почему-то считается, что вот на тему межнациональных отношений, на тему этнической культуры чьей-то может писать первый попавшийся залетный стажер, у которого 0 знаний, 0 умений, его послали, ну да, вот. Он может написать про пожар на помойке, потому что там, очевидно, там горит. Но написать что-то стоящее, что кого-то заденет про межнациональную тематику, а тем более провести параллели между разными народами и показать, в чем мы общие, в чем мы разные, в чем можно друг у друга научиться, но ни за что не справиться. Это задача только для высокого профессионала. Поэтому, говорю, выжить может только тот, кто, соответственно, будет работать постоянно над собой. Главное, кому не все равно. Я не знаю, как поселить вот это желание все время что-то узнавать, как поселить желание быть профессионалом. Очень многие люди выгорают, очень многие в профессии мы видим, когда потухшие глаза, когда ничего не надо, когда человек приходит, вот, да, и все. И вот здесь вот как раз начинается ложь. Вот такому человеку легче всего врать. Легче всего, вот ему что сказали, то он и будет делать. А журналисту, у которого что-то внутри есть еще, да, у него что-то шевелится, у него есть миссия и ответственность, может быть, это слишком высокие слова для кого-то, я не стесняюсь о них говорить, потому что я считаю, что журналист, он, как, знаете, все равно такой универсальный спецназовец. Неважно, кто у него начальник, он может менять себе начальников. Главное, что у него внутри и чего он хочет делать. Вот такая прекрасная профессия, которая позволяет при наличии определенного уровня профессионализма, менять начальников, делать, что ты хочешь, все-таки не вступать в сделку со своей совестью. И обратная реакция. Если ты начинаешь, сказать, падать как профессионал, то тебе рано или поздно придется подчиняться приказам, которые тебе не хочется выполнять, чтобы сохранить свое место. Вот это такая дилемма, она, я не знаю, она даже уже не профессиональная, она человеческая. Но она регулярно встречается.
Значит, и дальше, вот я, если вернуться, да, к этим вопросам, как выжить, вот после того, как стали появляться эти программы, после того, как стало очевидно, что они рейтинговые, ну, здесь уже как-то, я не знаю, Минпечать 3 копейки дало на эти поездки. Знаете, вот как-то оно все складывается, я даже не могу понять. Вот эти книги появились, потому что, опять же, их не было запланировано в том гранте, который мы получили на проведение конкурса «Миротворец». Там вообще было 3 копейки, и у меня собралась команда, которая сказала, а мы вообще денег не возьмем, а давайте мы это выпустим. Вот чокнутые, такие же, как я, да? И мы это сделали. И когда это увидели, на следующий год нам сказали, ой, давайте мы вам дадим еще 3 копейки, выпустите еще одну. Вот. Потом еще 3. Сейчас у нас не было вообще никаких средств, но уже все стонут, говорят, где остальные книги. Мы хотим знать, что за последние 2 года лучшего в стране делалось на межнациональную тематику, ну, как по версии нашего конкурса. Да, вот какие-то статьи, мы хотим знать, на что можно равняться, где взять эту информацию. Уже вот этот проект, он уже как-то стал жить своей жизнью. Знаете, уже его хотят. Раньше вы хотели, чтобы он появился, а теперь его уже хотят. Вот я не знаю другого способа выживания, кроме как вот этот вот. Да, делать сначала продукт, потом его показывать, заинтересовывать и дальше уже какие-то... Но я сразу могу предупредить, жизнь хорошо на межэтнической тематике не получится. Вот она такая, во всяком случае, может быть, я пока не умею, может, кто-то умеет. Да? Жить интересно получается, безумно интересно. Огромное количество очень интересных встреч. То есть профессиональная жизнь, она бьет ключом. А в финансовом плане, ну, еле-еле сводятся концы с концами. Но, как ни странно, это привлекает очень много людей. И вот у нас как-то нас все больше и больше становится. То есть людей, для которых мы находим где какие-то другие способы заработать, да, а вот это вот получается для души. Это, наверное, неправильно. Я думаю, что следующий этап развития будет, когда можно будет и для души, и сказать, чтобы семья не голодала. Да? Но вот мы к этому идем. Так же, как и журналистика в нашей стране в освещении межэтнической тематики очевидно прогрессирует, нас становится все больше, появляются специальные рубрики, специальные программы в разных регионах, нас становится все больше, мы все лучше и лучше умеем это делать. И мы научимся, мы очень талантливые, поверьте, у нас очень талантливые люди. Просто надо понять, куда мы двигаемся. Да? Я еще и совместительство буддист, да, и поэтому я хотел бы в этом ракурсе, да, задать такой вопрос. А если мы возьмем и проведем параллель с тибетской культурой, да, то есть мы имеем народ, который был выселен насильно, да, который бежал в Индию, и на сегодняшний момент, да, вот эта тибетская тематика, она стала брендом, на котором делаются неплохие деньги, в том числе и теми же самыми журналистами. Вот что-то аналогичное с, ну, не только деньги, да? Мы говорим про журналистику. Что-то аналогичное, какие-то аналогичные примеры существуют ли в российской журналистике на каких-то национальных, этнических? Ну, есть, ну, как правило, только это в республиках происходит, да, где есть уже какие-то выделения средств и все остальное, но уже и даже в русских регионах начались такие программы, началась специализация, да, уже есть потихонечку осознание руководителями того, что это должно быть отдельным каким-то вот таким сектором. А отдельная история идет, когда пытаются делать фильмы, ну, сейчас пока только для National Geographic, о стране. Есть еще, ну, вы знаете, у нас «Страна.ру», да, но ее мало кто смотрит, да, ее практически не видно. Вот я не знаю, кто-нибудь знает про такой канал «Страна»? Нет? Вот, да, есть. То есть, понимаете, это движение, оно начинается. Нам главное, как я говорила, дожить до того момента, не умереть и не растерять профессионализм. Потому что волна, она поднимается. Нет, ну, вы прекрасно видите, да, потому что каждый раз, когда нужно платить там, за аренду и за все остальное, а ты платишь, являясь общественной организацией, как банк ВТБ, который там 3 этажами ниже, да, то надо дальше как-то выживать, и да, эта проблема стоит, да, поэтому... Но, знаете, когда вот ресурс, он востребован, туда уже начинает идти реклама. Хотя у меня был случай, когда совсем у нас не было денег, но я категорически отказалась от тех денег, которые предлагались. Так как наш бренд «Национальный акцент» внутри там, тех же аргументов недели достаточно раскрученный, то когда был скандал с Делачой,
вы знаете, да, это предприятие, которое в Бурятии, оно занималось нефритовыми разработками и принадлежало одному из обществ, то ли там темное дело, то ли оно, так сказать, родовое, то ли еще какое-то. Но, во всяком случае, это была небольшая национальная община, которая занималась этой разработкой. Наверняка были какие-то нарушения, гнали они этот нефрит в Китай. Вот, и на каком-то этапе местная власть решила это дело съесть. Да, выдавить оттуда эту национальную общину и посадить туда близких себе товарищей на нефритовые разработки. И началась в том числе информационная война, то есть их таскали по прокуратурам, по всему, и тут вдруг, значит, обращаются в те же аргументы недели. Ребята, платим 3 цены, но хотим только в национальном акценте, понимая, что мы за тот период, когда мы, извините, вот лапу сосали и без гонораров много лет работали, да, мы все-таки себе авторитет заработали. Вот нас решили тут купить. Причем, опять же, решили купить вот таким вот образом, то есть вкинув откровенную ложь, да, о том, что вот там нет никого из национальной общины, хотя мы знаем по своим источникам, что есть. Может быть, не все, но мы знаем, что есть. И в общем, и всякие другие. И вот мы полосу покупаем за 3 цены. Ну, у аргументов недели слюни потекли просто конкретно сразу. Они мне звонят и говорят, давайте. Я говорю, ни за что. И вот если этого сделать, на моих полосах нельзя. Дальше вы можете делать все, что вы хотите. Но я свое имя под этим не поставлю, потому что как только я поставлю свое имя под этим, я прекращаю существовать как журналист. Я себя уважать не буду, меня уважать не будут. Ну и вообще, главное, я себя уважать не буду. Потому что я знаю, что это ложь. Или не вся правда. Максимум, говорю, что может быть, если вы так хотите этих денег, да, ну, опять же, паритетное начало, аргументы недели не получают ни копейки денег уже 3-й год за выпуск нашего приложения. Это наше джентльменское соглашение, потому что денег нет в бюджете, может быть, они только появятся в этом году, но мы не прекратили выпуск нашего приложения ни на 1 месяц. То есть у нас оно ритмично идет 2 раза в месяц, мы выходим. То есть это, опять же, решение команды, это решение наше, да, ну, это наш такой волонтерский, скажем, проект, да, хотя он общефедерального такого масштаба. К вопросу, как выжить, да, как не вложить. Вот, я говорю, максимум, что можно сделать, они очень хотят, у них же там, ну, за бумагу они платят, за все платят, они на этих полосах не могут рекламу размещать. Ну, тоже такая ситуация не самая простая. Вот, говорю, мы можем мнение людей из Долачи и мнение их противников. Вот, говорю, даю одинаковое место, тогда это может выйти под брендом, значит, и дальше комментарий редакции. Вот, говорю, в таком виде, чтобы вы могли получить деньги за бумагу свою, я еще согласна. Нет, они хотят только, чтобы они были, и никаких других мнений. Я говорю, все, до свидания. Слава Богу, что мы действительно очень давно знакомы с главным редактором, и это было воспринято тоже нормально. То есть я сказала, если вы это публикуете, я даже в этом номере не стою. Вот даже в этом номере не будет никакого приложения. Они там что-то подчистили, под что-то еще, они такие не смогли удержаться, они это опубликовали. Но не на полосах национального акцента и даже не в том же номере, где мы были. Следом мы совершенно бесплатно опубликовали редакционную статью по поводу Долачи и все, что мы об этом думаем. То есть это вот к вопросу о том, что да, постоянно придется находиться вот в такой ситуации, и монетизация возможна, но первые, так сказать, ласточки монетизации будут такими, которыми вы не обрадуетесь. Ну, объем ведь у вас все равно сокращен. Объем сокращенного все равно сейчас 2-полоска, раньше 4-полоска. Да, мы сократили объемы, мы минимизировали все, что мы могли минимизировать, но мы живы. Но раньше как отдельно еще было? Да, она была больше, да, конечно. Когда были средства, но это последний раз эти средства были в ноябре 2011 года. Считайте, да, с тех пор вот, никто не может понять. Тоже, знаете, вот когда людям что-то надо и есть какая-то идея, то те, кто работают только за деньги и только, так сказать, из других побуждений, у них просто крышу сносит, они не понимают, как такое может быть. Они пытаются найти, где подвох, где тайный источник финансирования, где еще что-то, где... То есть у них вот, они не могут поверить, что такое бывает, но такое бывает. И после этого они еще больше начинают бояться, потому что они не знают, где и кого покупать, потому что не могут понять, в чем дело. А оно выходит и выходит, выходит и выходит. И вот, но тем не менее опыт показывает, что можно как-то продержаться.
Это очень тяжело, очень сложно, но, говорю, никто не говорил, что это будет легко. Я надеюсь, что уже, понимаете, вот наш опыт того, что мы продержались, аж с 2008 года мы выходим, не прекращая ни на 1 месяц нашего выхода. Но в результате, что это означает для всех остальных? В Минсвязи открыли отдельную, очень небольшую линию финансирования вот именно вот этих этнических проектов. То есть я вас тоже призываю смелее обращаться за субсидиями в Министерство связи. Потому что там теперь уже в результате и наших выступлений экспертных, и того, что вот они видят реальный этот продукт, и что он по качеству не вызывает вопросов, ну вызывает, может быть, но сказать, он достаточно качественный этот продукт. В результате теперь могут все другие, я знаю, что многие этим воспользовались, обращаться в Минсвязи за субсидиями, потому что линия поддержка в средствах массовой информации темы межнациональных отношений открыта 2 года как. Поэтому просто имейте в виду, если у вас есть какой-то хороший проект, а тем более, если у него есть как минимум 50% местного какого-то финансирования, или вы просто сами решаете, что вы это будете делать бесплатно сами по себе, да, и ваши 50% это ваш журналистский труд, то вы эти 50% еще можете претендовать со стороны Минсвязи Федерального агентства по печати. И вот у нас на семинаре как раз были люди, которые, то есть более того, они приходят к нам, уже зная, что у нас калиброванная аудитория, и они приходят, и они, вот, так сказать, рассказывали. Точечно раздавали визитки, да? Точечно раздавали визитки, да, вот, типа, звоните, мы вас знаем, мы вас запомнили, обращайтесь за помощью, мы готовы к этому. То есть, ну, как бы, вот что это? Это тоже монетизация, да? Только монетизация, она будет касаться не только нас, а всех. Да, то есть мы меняем ситуацию в стране вообще, но общими усилиями. Я считаю, что это очень здорово. И я согласна и дальше как-то вот пухаться со своим приложением для того, чтобы дальше оно как-то менялось. Потому что, ну, как-то это, мне кажется, это правильнее. Вот такая жизнь, она правильнее, чем, так сказать, получать деньги от тех, кто пытается забрать долачу. Так или иначе. Вот чуть-чуть мы вернемся к нашей презентации. Я отошла, но я специально хочу ответить на максимум вопросов, которые вы задали в начале. Судьба с миротворцем, да, если уж мы тут. Судьба с миротворцем, ну, в этом году, наконец, мы ждем каких-то средств, которые будут выделены, чтобы мы могли людей привести, и чтобы мы могли провести нормально этот конкурс. Я думаю, что в этом году он состоится, так или иначе. Вопрос только в том, что это же все облечено в федеральные законы, и мы теперь должны в тендере играть на нами же придуманный конкурс, на который у нас есть все авторские права, и все остальное, это наш авторский конкурс, мы теперь должны, значит, на торгах за него с кем-то соревноваться. Ну, я не знаю, чем дело закончится, это будет понятно в июле. Да, но сейчас вот мы... Не знаю, но мы тоже стараемся. Законы несовершенны, но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Нет, это не наш путь. Это неправильно. Поэтому я надеюсь, что с миротворцем должно быть все нормально. Свобода и ответственность. Да? Вот здесь мы переходим немножечко вот к тому слайду, я все пытаюсь к нему подойти. Как сейчас СМИ понимают запрос общества? У нас произошло смешение. У нас мигрантская тематика очень активно вторглась в тему межнациональную. У нас межнациональная эта тематика, она непростая сама по себе, и внутри этой страны нам бы разобраться. А тут еще нам всячески пытаются вот эту вот мигрантскую тему тоже внедрить по формальному признаку. Раз едут мигранты из разных регионов за пределами нашей страны, значит, они тоже несут в себе этнический компонент, и вот этот вот компонент является причиной конфликта и так далее. То есть вплоть до того это внедрилось, очень хочется, опять же, в одном флаконе все смешать, что даже в стратегии государственной национальной политики у нас отдельный раздел по мигрантам. У нас, слава богу, есть отдельный раздел по информационному сопровождению, где всем органам местной власти велено поддерживать журналистов, которые на эту тему работают. Вы обратите внимание, вот когда вы идете за какой-то поддержкой, откройте специальный раздел, который, так сказать, написан с нашей подачи, и практически нашими формулировками, за редким исключением именно гильдии, то, что мы вместе разрабатывали, он вошел в вот эту стратегию, подписанную президентом. Мы этим, сказать, тихо гордимся, потому что там есть моменты, на которые можно опираться, когда вы пытаетесь получить государственные субсидии или еще какие-то субсидии, да? Там просто вот прописано
Все это что должна делать власть в отношении средств массовой информации, чтобы они выполняли свою работу, чтобы было информационное сопровождение достойное государственной национальной политики. То есть вот если раньше это было по желанию, то теперь мы постарались, увидев, где у нас больше всего глохнет на уровне принятия решения людьми, которые чиновники. Они говорят, у меня нет галочки, плевать я на вас хотел. Вот теперь, ребята, у вас есть все галочки. Во всех местах мы вам поставили галочки. Вот теперь надо просто их дожать с этими галочками, потому что они уже не имеют права не делать этого. То есть уже мы создали другую ситуацию. Так вот, тема мигрантская, она тоже туда замешана. Сейчас пытаются этническую тематику, ее пытаются сделать в область таинственного. Посмотрите, что делает канал 3, допустим, еще всякие другие. Эзотерика, еще что-то такое, шаманы, там, значит, что-то вот такое вот, да, волшебство. То есть интерес к этой теме идет через вот такие, но опять же, это прикладные вещи. Вот чем интерес к приворотам отличается от интереса к тому, как сделать нормальный блин? Да ничем. Это абсолютно прикладные вещи, которые касаются сегодня, сейчас, да, вот мне нужно, там, он меня не любит, я сделаю ему приворот. Ну вот это такие прикладные абсолютно вещи, и на них очень много сейчас спекулируют. Очень много тем появилось, правда, о преступлениях нацменов, несправедливость с распределением бюджета между регионами. Очень такая серьезная тема, которая имеет место быть, но здесь же опять это тема для серьезного анализа. Для серьезного анализа. Имеете в виду Кавказ, да? Ну, вы сразу все понимаете. Конечно, Кавказ. Конечно, Кавказ. Ну, Татарстану больше. Да. Сколько дают, сколько отсылают. Но, с другой стороны, обратите внимание, как грамотно в свое время Татарстан работал со своей с темой этничности, как они себя позиционировали. Они ведь эти деньги берут еще и потому, что мы особенные, а у нас вот это. Ну вот, да, то есть это к вопросу о монетизации этничности, то есть когда эта тематика, она уже начинает приносить какие-то средства. Она уже начинает быть фактором жизни, не просто культурной, да, но и какого-то оборота каких-то, я не знаю, это может быть дизайнерская одежда, это могут быть там гастроли каких-то групп. То есть дальше уже все вот это вот начинает наверчиваться на это. Во многих регионах появились этнопарки. И причем эти этнопарки, если первые строились исключительно на государственные деньги, вот как, допустим, там, ну, Саратовский, там был фактически применен административный ресурс, там все коммуникации провела как бы местная администрация, а все, что сверху, значит, вот якобы построили представители национальных объединений, их богатые, так сказать, лидеры. А вот в Оренбурге там тоже, там другая немножко была система, но то же самое. Я обнаружила на Дальнем Востоке абсолютно частный этнопарк. Человек, который сначала хотел уехать из страны, причем уехать он хотел в Австралию. Успешный парень, молодой, около 40 лет. У него строительный бизнес был. На каком-то он этапе решил, я не хочу жить в этой стране, как у нас говорят, в этой стране, да? Не в нашей стране, а в этой стране, с таким пренебрежением. Я уеду-ка я в Австралию, начал учить уже язык, уже все. Тут ему что-то такое попалось в руки, информация о том, что китайцы, которые рядышком, они уже рисуют во всю Владивосток в детских учебниках своих, как это их территория, и вот его что-то засвербило. Он решил не переезжать в Австралию. Вместо этого все свои деньги он вложил под Уссурийском шикарный парк, называется «Изумрудная долина», где вместе с археологами, то есть у человека нормальное образование, которое позволило ему привлечь очень интересных партнеров, местных историков и археологов, и они в этом парке что делают? Они проследили, какие племена жили на территории Дальнего Востока с давних-давних времен. Племена Джурджени и так далее. Более того, они теперь воспроизводят жилища их натуральные. И страшно мне жаловались. Говорят, вот, смотрите, значит, русские делали такие валы земляные, да, мы делаем, вот мы такие тупые, наши предки такие умные были, он у нас второй год падает, этот вал, вот в этом месте. Представляете, какие они у нас были умные? Мы вот детям показываем. И что интересно, он построил это 1,5 года назад. Он уже вышел почти на 0. Это невозможно. Проекты такого рода выходят на самоокупаемость через 5-7 лет. Это самый идеальный вариант.
Понимаете, к нему поехали свадьбы, к нему поехали дети, при том, что он там какую-то совершенно социальную цену, там чуть ли не 15 рублей вход. Ну, я не знаю, деньги собирать, да, это легче их, наверное, не собирать, кажется. Но это абсолютно частный парк, под Уссурийском, это еще доехать туда надо. Я говорю, а для чего вы это делаете? Что это вдруг? Он говорит, вы знаете, это наша земля, и я хочу, чтобы дети знали, что это наша земля, и никакие китайцы даже не думали, что они могут сюда пройти. Я говорю, ну хорошо, достойное занятие. То есть вот у него теперь это такой его личный проект. При том, что у него есть его строительный бизнес продолжает, который кормит вот это все, да. Но вокруг образовалось такое количество людей, которые заинтересованы в этом, и началась жизнь. То есть вот на вот этом вот пространстве началась очень серьезная жизнь. А дальше оно монетизируется за счет, говорю, свадеб, какие-то мероприятия проводятся, экскурсии пошли и так далее. На самом деле быть не похожим, знать свою культуру очень выгодно. Это очень выгодно с разных точек зрения. Это выгодно прежде всего для душевного спокойствия и для самоуважения. Это очень как бы полезно для здоровья. И это, если как бы вот при определенном умении и хватке, это еще и приносит реальные деньги, на которые можно жить. Да, вы хотите, да? Дайте мне чуть-чуть передохнуть, да? А здесь тогда возникает следующий вопрос, да, это баланс между национализмом и межнациональными отношениями, да, потому что человек, который говорит, это моя земля, и никакие китайцы сюда не придут, да, это, ну, в принципе, это национализм. Но при этом у него белорус, украинец, кореец, да, вот те, которые тоже рядом с ним стоят, и, значит, стучат ножкой и говорят, моя земля, и вместе они делают этот парк. У них там есть, значит, да, дом корейский, у них там есть дом вот этих вот джорджений, которые пропали, и вместо них непонятно что, да, но они там все умели читать по звездам, были какими-то великими астрономами, и еще что-то такое, и были у них теплые полы, а не печки, в общем, там все это очень красиво, интересно. Нет, мне кажется, это не противоречит, потому что... Да, вот, да, вот я как раз да, к этому моя земля, да. Хотел, то есть... потому что есть совершенно замечательные проекты на мир под Калугой. Но у меня большие вопросы к этому проекту. И к его замечательности, и к тому, насколько он реально передает. Здесь опять же вот эта грань, да, грань того, где делает его Руслан Байсаров. Человек абсолютно бизнесовый. На каком-то этапе у него было несколько торговых центров в Москве, ну вы, наверное, это знаете, сюда остальным я расскажу. На каком-то этапе он решил монетизировать вот это вот все, значит, вот эту вот тему неосвоенную, взял землю под Калугой на очень хороших условиях, он очень сильно привлекает административный ресурс. У него одна проблема, та, которой нет вот у этого хозяина Изумрудной долины под Уссурийском. Тот старается максимально аутентично все сделать и сделать правду. Рассказать, как это было на самом деле, какие были дома, какие были отношения, какие были... У Руслана Байсарова, у него очень большие вопросы и к юртам, которые у него стоят. У него стоят монгольские юрты, которые он выдает за тувинские, и тувинцы страшно с ним возмущаются. Да? У него цена проживания в юрте такая, которая больше, чем в Москве в трехзвездочном отеле жить в номере. Да? В юрте пожить стоит... Значит, он умеет их продать. Да, значит, он умеет их продать. Но он продает не совсем, продает культуру, он под видом культуры. Это тоже своего рода обманка. Да? Он имитирует. И это тоже нужен журналист, должен видеть это и понимать, где имитация, а где под видом. Это тоже имеет право быть. Он нормально, у него все хорошо, он со всеми договорился. Он автобусами возит из Совета Федерации всяких людей туда, чтобы, значит, статус свой повысить. Он все делает правильно с точки зрения бизнеса. Единственный вопрос, что если там национальная культура, если там вот хотя бы отголоски тех самых бурановских бабушек, которые нам так важны и которые греют наше сердце. Вот это вам. И когда у него в одном зале Иран и Ирак, и я чуть не падаю в обморок, говорю, это же даже разные языковые группы, мне говорят, не важно, люди так поймут. Вы знаете, я понимаю, что он делает. Ему что Иран, что Ирак, все в одной комнате. Понимаете, вот это вот что это. Хотя сделано хорошо. Он ставит какие-то статуи, там, дома, еще что-то. То есть, как бизнес-проект он может быть. Говорю, здесь вот эта грань каждый выбирает сам для себя. Но то, что с этой темой можно работать, и она может быть прибыльной, это точно.
должно быть просто осознание общества, некая критическая масса, вот которую мы с вами в СМИ и нарабатываем. Вот мы нарабатываем, чем больше мы об этом говорим, тем больше возможностей появления, да, вот людей, которые могут на этом жить, тем больше вот этого воспроизводства культуры, и тем больше, как следствие, людей, которые могут стать потенциально нашими рекламодателями. Они еще не выросли. Но вот если мы как бы нарастим вот эту информационную массу, то они вырастут, они придут, и они уже начнут нас кормить, в том числе. Да, они уже начнут понимать, что если вот этого не будет, информационного поля, то они тоже как-то не сильно продвинут свой продукт. То есть, знаете, такие очень сложные связи внутри общества, выстраивания. Да? Я-то просто немножко о другом говорил. Да? Проект Update, он как раз и направлен не на популяризацию культуры, а на подачу стороннего взгляда. Да? То есть удмуртская культура проникает в другие культуры. В этом есть речь. И для меня порой загадка, да, когда начинаешь работать с этим, да, то есть удмуртская песня, которую перерабатывает французский композитор, да, а сейчас это исполняет ижевский оркестр, в котором татары, евреи, марийцы, все кто угодно. Да, то есть такое вот интернациональное восприятие культуры, которое взаимообогащается за счет взаимодействия с внешним миром. Да. И для меня является загадкой, вот как соблюсти ту грань между национализмом, да, то есть гордость, что я удмурт, это моя удмуртская культура, и демонстрацией вот этого вот богатства и радости за то, что твоя культура воспринимается другими людьми, которые о ней не слышали. Вы понимаете, мне кажется, что, ну как, национализм это когда я говорю, что есть только вот мое, допустим, есть удмуртское, допустим, татарское, допустим, только русское, а все остальное, оно неинтересно или ниже уровня. Иногда скрывается за термином аутентичность. Аутентичная культура это эти. Или оно как бы не такое интересное, не такое достойное внимания и так далее. Вот как только начинается, так сказать, некое принижение кого-то другого относительно себя, мне кажется, вот здесь начинается национализм. До этого момента абсолютно как бы все нормально. Но здесь важно понимать, вот с чего мы начали, с того, что нашему государству больше 1000 лет. Именно государству нашему. И в нем всегда были разные народы. Очень мощный финно-угорский компонент, тюркский компонент, да, и в этом наша сила даже во времена военных действий, потому что вот мы привыкли на 9 мая рассказывать, вот ветераны, вот и все, да, и вот молодежь даже воспринимает как-то это очень скучно, ну да, идут милые дедушки с медалями, еще с чем-то, а очень мало материалов, но в этих сборниках они у нас тоже должны быть, ведь даже во время войны наша многонациональность – это колоссальный наш ресурс. Это вот не монетизация, да, но можно сказать, что и монетизация, да, это наша колоссальная выгода, потому что мы в силу наших этнических особенностей воюем по-разному. И представляете, когда вот есть в военном деле, есть такая военная психология, да, как воздействовать на противника, что с ним делать с учетом его психологических качеств. Это есть целые научные разработки, есть учебники и так далее, все это есть. А вот представьте, когда у тебя противник в виде нас, у которого 193 лица. Ну вот эта крыша сносит сразу. И причем совершенно непонятно, как с ним действовать. Потому что есть у нас люди, которые, допустим, охотники северные, да, те же ульта, те же нанайцы, да. Вот один из примеров, там, по-моему, тоже есть в одной из книжек, почему в Сталинграде, в нынешнем Волгограде, одна из улиц носит название Пасара, Максима Пасара. Максим Пасар, он нанаец. Это человек, который вот пришел с Амура, и он там то ли 240, то ли 250 человек положил за 2 месяца. Почему? Потому что генетически, ну вот опять же, не надо отрицать, мы очень боимся того, что мы все-таки разные, да? А что, то, что удмурты самые рыжие, это кто-то отрицает? Ирландцы оспаривают. Ирландцы оспаривают. На самом деле, мне ваш Стрелков сказал, по коэффициенту рыжести удмурты самые рыжие на земле. Почему? Вот это, да, непонятно. Вот это никто не отрицает, да? Есть и другие качества, мы действительно разные. Больше того, нас даже лечить надо по-разному. Мы по-разному реагируем на лекарства.
Об этом никто не говорит. Это тема для журналистских расследований. На севере огромная проблема. Лекарства, которыми лечат приезжих туда разрабатывать, там, допустим, всякие наши богатства, не подходят для тех, которые, значит, соответственно, аборигены местные. И более того, даже лекарства, которые здесь действуют определенным образом, на людей, приехавших туда, во втором поколении, начинают действовать по-другому. То есть, если мы не будем говорить об этом в нашем информационном пространстве, к чему это приводит? К тому, что мы теряем людей. Их не так полечат, они умрут. И все. А мы молчали. Мы такие толерантные. Мы-то прям такие вот, да, мы вот соблюли свою толерантность. Вместо того, чтобы сказать и бить во все колокола: ребята, в мединститутах, ё-моё, должны изменить у нас уже программу, чтобы начали говорить о том, у нас 193 народа, у нас куча групп этнических. Давайте посмотрим, что их лечить надо по-разному. Иначе мы их теряем. И все. Женщины там, у них, значит, если женщины местные аборигенки, всегда там был целый обряд, когда они рожали. А сейчас мне просто об этом рассказала русская врач, которая проработала 20 лет в Анадыре. Она говорила, как только женщина рожает, без разговоров, моментально местная, значит, надо колоть кровоостанавливающее. Вот просто без разговоров, потому что у них другой обмен веществ. Понимаете, у нас даже разные обмены веществ. У нас углеводный, а у них жировой, как он называется, да, белково-жировой. Белково-жировой обмен, поэтому и плохо расщепляется алкоголь и все остальное. Там вязкость крови другая, все другое, обмен другой. У них даже остается жир для того, чтобы жить в условиях, где минус 40, минус 50. У части наших сограждан есть жир, который у наших детей сохраняется только до года. Вот это так называемый коричневый жир. А у них он всю жизнь есть. И поэтому для них минус 20 это не холодно, даже варежки не надо одевать. А для нас минус 20 мы можем обморозиться, но мы ведь об этом не говорим. Мы ведь в СМИ не говорим, что, ребята, сколько можно изображать из себя что-то и, сказать, не говорить об этом, давайте менять программы, давайте вот об этом. Так возвращаясь вот к тому же Максиму Пасару, есть свойства у части наших людей. Допустим, может он лежать как охотник сутки не шевелясь. Вот попробуйте пролежать сутки, не шевелясь, еще на морозе. Ну, вот мы не сможем, мы можем что-то другое, да? Вот мы можем, там, допустим, мы к чему-то другому приспособлены. А вот люди, у них генетически, те, кто это не мог, он там не выжил, не дал потомства, еще что-то с ним произошло. Да? Но в условиях войны Максим Пасар ложился там, значит, на вот этом вот, на Мамаевом этом кургане, да, и стрелял во все стороны, не шелохнувшись. 240 человек за 2 месяца. Это колоссальный результат для снайпера, колоссальный. Но его, в конце концов, к сожалению, убили. Но потом пришел его брат родной, который его там заменил, и, значит, тоже продолжил эту славную династию. Но вот, понимаете, об этих вещах надо на 9 мая рассказывать. Надо рассказывать о том, что у нас, допустим, были национальные батальоны и конницы, которые на Курской дуге на танке шли. А какие это были национальные батальоны и конницы? Башкирская конница пошла. А с каким криком она пошла на танке? Ну, реально. Но ведь об этом не говорят, об этом ведь можно узнать только у ветеранов, если с ними поговорить. Ну вот, понимаете, совершенно по-другому предстает картина нашей страны. Вот у нас сейчас Аллах Акбар — это только террористы, да, сплошняком. Вот если человек что-то такое, то это обязательно вот какая-то вот такая, да, какая-то опасность для нас. А на самом деле вот с этим именем были военные формирования, которые во время войны шли, причем, опять же, вот эта вот жуткая история, почему они на танки-то шли? Варианты. Ну, потому что наши танки не успевали подходить, и первое, что было под рукой, была башкирская конница. Есть легенда тоже, что удмуртские связисты между собой разговаривали по-удмуртски, и вот немцы не могли до сих пор. Вот, марийцы до сих пор гордятся тем, что они такие молчаливые, такие крепкие, что их до сих пор они сейчас гордятся, что наших молодых людей берут в секретчики. Это в Мариэл сегодня, сейчас гордятся этим. Понимаете, почему об этом не рассказать? Вы что думаете, вот если мы вот так войну подавать будем, да, как мы победили все вместе с разных сторон, неужели это читаться не будет? Да взахлеб.
И заодно мы расскажем, какие мы разные, как это вообще здорово, это ведь огромная сила. Вот огромная сила, то, что мы по-разному реагируем даже в военной ситуации, в ситуации, вот в разных ситуациях. И да. Сейчас мы говорили о врачах в советское время каждый врач записывал национальность больного, посетителя. Сейчас они не могут записать только потому, что графы национальности в паспорте нет. Вот вопрос, кому эта графа помешала? Ну еще продолжение. Значит, помешало Тишлову, Зорина, вы видели его заместителя. Ну, это была общая тенденция, всем хотелось приблизиться к общеевропейским, опять же, стандартам, и говорили, что этничность, она записывается только в ЮАР, где апартеид был, значит, для того, чтобы была сегрегация, и, соответственно, в Советском Союзе тоже для того, чтобы можно было по этому признаку людей вычислять. Но, понимаете, аргументы тоже действительные были. Людей вот за эту графу, да, у них начинались какие-то последствия. Ну, выселяли те же репрессированные народы, да, если у тебя не та графа стояла, тебя берут. То есть это лишняя выборка, по которой тебя можно вынуть, да, и что-то с тобой сделать. Поэтому хотелось от этого освободиться. И первое, что сделали в 90-е, освободиться. Ну, в отсутствие этой графы часто сейчас, мне кажется, мешает. Даже вот мы спрашиваем, сколько, кстати, статистики, да, сколько мордов обучаются на своем родном языке. Эту цифру не могу сказать, потому что национальность графы нет. Вот только из-за. Ну, вы знаете, вот это просто такой, мы действительно здесь наступили на очень серьезные грабли. С одной стороны, вроде как вот эта национальность, лишняя какая-то опасность, если рассматривать, что государство все время за тобой охотится и хочет тебе какую-то гадость сделать, вот, и ищет, кому бы сделать еще следующему гадость. Вот этим сделали, а вот этим у нас провинились, мы тоже с ними что-то сделаем. Но, с другой стороны, сейчас вот эти грабли, в чем они заключаются? Есть еще целые программы поддержки коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни. И грабли заключаются в том, что очень серьезные преференции идут из государственного бюджета этим людям, но как их вычислить? Как их теперь вычислить, если нет национальности? И если, допустим, на одном и том же, там, в каком-нибудь таежной заимке живут и хант, и, допустим, русский, который тоже ведет традиционный образ жизни. Он охотится, он там что-то делает. Значит, получается, что преференции и денежные выплаты положены ханту и не положены русскому. Скандал, несправедливость, да? Это тоже очень. Теперь, значит, придумали выдавать сертификаты людям, ведущим традиционный образ жизни. То есть некое подобие вот этой этнической принадлежности. И сейчас пытаются это разрабатывать. Я не знаю, чем дело кончится. Это серьезная проблема. И, кстати, это тема для журналистского расследования, тема для того, чтобы говорить об этом. Вот как, да, как нам вычислять? А если есть, допустим, немцы, которые хотят говорить на удмуртском языке, российские немцы, да, вы их как посчитаете? Вот вы их считаете, те, которые хотят обучаться, ну, нравится им язык? Вот я Бадридинов, кто скажет мне, что я Бадридинов, Фасик, Генович? Татарин. Татарин? Чистой воды. Ну вот, так вот, ну если в этом разница, может быть, мы действительно будем считать по-другому, то есть, может быть, это не самый главный признак для нас, да, может быть, нам придумать или найти какой-то другой признак, по которому мы будем смотреть, много ли людей вот, интересуются этой культурой, и неважно, какого они этнического происхождения. Вы знаете, сейчас в Москве такое странное движение появляется, они миряне, да, миряне. Значит, это племя Мерия, оно, Бог знает, там, 300 или 500 лет назад последнее упоминание прекратилось о нем в Тверской губернии или в Тверской области тогда, или как угодно. Но сейчас вдруг часть москвичей говорят, ага, наши бабушки, там, дедушки из Тверской области, вот мы миряне. Больше того, они издали словарь мирянский, они мне его принесли. То есть это чисто конструктивная такая история. Люди хотят быть мирянами. Они говорят, мы русские, но мы русские финно-угорского происхождения, конкретно мирянского.
Дальше что они делают? Они скупают дома в этих заброшенных деревнях в Тверской области, облагораживают в них. Некоторые, у кого есть возможность не работать вот каждый день там по 8 часов, они выезжают туда. И то есть это начинаются какие-то новые поселения, то есть это новое движение. Мне кажется, это тоже очень интересная тенденция. С чего вдруг люди, которые урбанизированы, да, казалось бы, предел мечтаний, живут уже в Москве, они бегут из этой Москвы в Тверские леса, обзывают себя мирянами, надевают рубахи и ходят там, живут с детьми, значит, и при первой возможности уезжают. Вот что это такое? Как мы их считать будем? Вот мы удмуртов посчитать не можем, да? А вот с этими как быть? А вот если их станет критическая масса, мы по нашей Конституции обязаны учитывать их как некий народ. Вот если они будут себя постоянно заявлять, они народ. Последний народ, кстати, помните, который у нас был идентифицирован как народ? Нет. Бессельмяне были, потом пропали, потом появились. Это на вашей почве. Здесь. А вот те, которые вообще как бы их не было никогда, а потом раз и появились. Ну вот так. Нет? Ну, хоббиты, гоблины — это другое дело. Нет, речь идет о народе, который официально признан. Хоббиты у нас еще не признаны, хотя я не исключаю, если будет критическая масса, эльфы и хоббиты могут появиться когда, если они там докажут, что у них есть язык, культурные особенности и так далее, появятся. Почему нет? То есть этот процесс не прекращается, вы должны понять. То есть у нас не было, у нас 100 лет назад появились долгани. Это смеси местных жителей Нганасаны, затундренные крестьяне, якуты и все остальные, то есть северные народы с затундренными русскими крестьянами. Появились долгани, которые отличаются по своей культуре от всех вокруг. И это признано всем научным сообществом, потому что по всем признакам они как бы являются отдельными. То есть у нас процесс нации строительства, образования народа продолжается. Более того, в нашей стране, где 193 народа, могут быть самые разные сочетания. То есть мы еще, у нас все не закончилось. И нам надо вот к этому спокойно относиться. А язык русский у них, да? У них язык, да, русский, но там исключение. Да там вообще такие интересные вещи есть. Я никак не доеду до Русского устья в Якутии, где люди, которые, они считают, что все остальные вообще не русские, а русские только они, конкретно они в Русском устье. Значит, они никого к себе не подпускают, при этом они выглядят абсолютно как вот, у них абсолютно вот такой тюркский тип, и даже, я бы сказала, монголоидный. Вот такие глаза, вот такие скулы, все. При этом они говорят на старом русском языке, на реальном вот таком вот говор у них такой, который не все мы поймем. Они его очень хранят, между собой только женятся, с трудом там кого-то принимают из себя, но в основном там кого-то принимают якутов или еще каких-то, да, но при этом, значит, дети у них тоже только русские, это вот такое русское устье. И вот они считают, что только они сохранили настоящую веру православную, только они сохранили настоящий язык русский, и только они вот с такими глазами являются настоящими русскими. И они правы. Вот они правы, мы не имеем права сомневаться в том, что они не настоящие русские. Понимаете? Вот что интересно-то? Мы должны принять для себя вот это вот разнообразие нашей страны. Мы опять же забываем такую вещь, что у нас до сих пор 28 тысяч граждан России ведут кочевой образ жизни. Не потому, что им негде приткнуться, это их принципиальная позиция. 28 тысяч официально людей, у которых, вот, допустим, одна из руководительниц нашего отделения гильдии, да, Нарьян Майя, у нее паспорт открываешь, у нее написано место рождения Калининская тундра. Нормально? Вот нормально. Вот сейчас в паспорте сегодня гражданин Российской Федерации, и они настаивают, чтобы у них, у детей, которых они рожают в тундре, они запоминают, в какой тундре они родили, приезжают, значит, когда на день оленевода, и настаивают, чтобы писали именно место рождения тундра. Да, это их право, это их, как бы, их образ жизни, их выбор, и мы не имеем права сомневаться в том, что он хуже, чем то, что мы, тот образ жизни, в котором мы все живем. Там иметь дом и так далее. Они считают, что мы с вами живем по рабской схеме. Они считают, что мы с вами не совсем свободны, мягко скажем. Что есть кто-то, что мы позволяем, чтобы кто-то руководил нами, и чтобы нам говорили, что нам делать. А вот они и есть настоящие люди. Они настоящие, свободные люди, которым никто не может сказать, что ему делать в течение дня и что ему вообще делать со своей жизнью. Вот и все, он имеет право так. Национализм это или нет?
Да, значит, вот я как раз узнала об этом, когда делала материал, мне сказали, вот есть такой человек, знатный оленевод и так далее, у него много детей, он очень сильно препятствует тому, чтобы его дети женились на представителях других народов. Я думаю, вот националист, сейчас я его выведу, сепаратист несчастный, ненецкий, сейчас я его выведу на чистую воду. Вот, ну, стала с ним беседовать, стала с ним разговаривать и выяснила, что это другая система координат, другая система счастья. То есть в его системе, в его представлении о счастье человек не может быть счастливым, если ему кто-то что-то указывает. Жизнь в поселке – это изначально рабство и несчастье. И он не хочет, чтобы его дети были рабами и несчастными людьми. Но жить в тундре очень тяжело. И пасти оленей очень тяжело, кослать тяжело. И это может делать только человек, который вырос в тундре. Он не против, чтобы его дети многочисленные, кстати, у него 2 жены, что тоже, да, не совсем по нашим законам, но там тоже отдельно. Я думаю, вот какой и сепаратист, и двоеженец, я сейчас его. Да? А вот когда я с ним поговорила, я поняла, что это не имеет ничего общего ни с национализмом, ни с чем-то другим. Это другая точка зрения, и так же, как у нас, у каждого из нас, есть желание, чтобы наши дети были счастливы. Он тоже хочет, чтобы его дети были счастливы. В его представлении это не счастье жить в поселке. И в принципе, он отчасти прав, потому что человек, который выходит за представителя другого народа, не ведущего традиционного образа жизни, не знающего, как вот пасти оленей, как выжить в этой тундре при минус 50, он, как правило, оседает в поселке. Было только 2 случая, когда как бы это правило было нарушено. Первый в Якутии французская журналистка приехала, влюбилась в оленевода, вышла за него замуж, взяла ему детей и стала там жить. С ним вместе, значит, пасти, параллельно, значит, подсасывая из Франции гранты в Якутии. Очень молодец она такая, да? А второй случай, это русский влюбился в немку, это вот было на Ямале как раз. Он несколько лет кочевал вместе с ее отцом и с семьей, всему научился, и потом ушел кочевать отдельным стадом со своей женой, как и положено, каждому нормальному самостоятельному мужчине, ненецкому, свободному. Вот 2 случая. Значит, во всех других случаях вот этот папа, сепаратист, был прав. То есть он не разрешал, не благословлял, как говорим мы, да, брак своих детей с представителями других народов не потому, что он считал их хуже или лучше, просто потому, что он понимал, что тогда у его ребенка не будет выбора. Он должен будет жить в поселке и ходить 8 часов на работу, и еще что-то, в общем, нет. Это не то, что он хочет своим детям. Знаете, у нас очень богатая, разнообразная страна. И это вот просто можно смотреть, изучать, рассказывать друг другу. Этих историй очень много. Очень много историй, если мы вернемся к войне, об этих самых рогатых батальонах, да, которые, ну, вот разные представители разных народов в ситуации войны по-разному проявлялись. Вот у них сейчас вовсю на севере ставится, уже 2-й памятник собираются поставить оленям, казалось бы, да? Почему оленям? Потому что, оказывается, во время войны на Карельском фронте были оленные батальоны, которые подвозили припасы, вывозили раненых и так далее. И немцы отдавали лучших. То есть лучшие мужчины ушли, лучшие оленегонные лайки. Оленегонная лайка, это, вот знаете, я даже не знаю, с чем ее сравнить. Вот если взять 5 лексусов, самых навороченных, современных, это одна оленегонная лайка по ценности. Вот, и по цене. Вот это супер что-то. Вот лучшие лайки уходили, лучшие вожаки и лучшие олени. Там, в общем, очень сложное взаимоотношение, конечно. У многих народов война ведь очень многих сломала. И об этом тоже, это тоже тема журналистских расследований. Например, ассирийцы, вот я потом вернусь к оленям, да, ассирийцы, они, это один из народов, который у нас появился не так давно. Вы знаете, Россия принимала в себя народы, которым что-то угрожало. Так вот, ассирийцев, когда вырезали во время той же резни, и армянской, и все остальное, ассирийцы бежали. Они брали там детей, крест, книги и бежали к нам, к белому царю. Они не пили никогда, хотя это первые христиане. То есть много таких вещей есть с этими лайками, да, с этими оленями оленегонными. У представителей северных народов не принято вообще, считается, что убивать человека, а тем более из ружья, это табу абсолютное. И когда они приходили на фронт, они говорили, нет, ну белку можно бить, там, ну, не знаю, там, песца можно бить, что-то. Нет, в человека нельзя стрелять. Представляете, какой слом был психологический, да, что вот надо было стрелять в человека.
Это же, ну, это очень, мне кажется, что здесь просто драма какая-то, да, которую можно описывать, и как она сейчас трансформировалась, а что сейчас. Да, и вот, ну, знаете, здесь очень вот эта тема нашей этнической жизни, нашей этнической истории, что откуда вытекает, куда втекает, куда оно в результате придет, она безгранична. Она безумно интересна. Если все это знать, если все это интерпретировать и как-то подавать, то мне кажется, что это, ну, я уверена, что это отдельная отрасль журналистики. Вот есть спортивная журналистика, есть журналистика экономическая. Я уверена, что сейчас пришло время нам заявить о том, что есть этническая журналистика. И ей надо специально готовить. Вот первый встречный, первый попавшийся человек, который не обладает вот этой вот азбуку, не знает, да, он ничего не прочтет, он ничего не увидит. Он увидит только какие-то глупости или увидит, что человек не такой, все не так и все неправильно, да, и напишет какую-нибудь чепуху, из которой непонятно опять, что вырастет. У нас есть еще кофе-брейк. Я уже плюнула на все свои презентации, 4 штуки, которые вам привезла, потому что, ну, мы идем потому, что вы хотите, да, не потому, что я придумала. Но у меня такая просьба разделиться сейчас на 3 группы, прежде чем вы пойдете на кофе-брейк. И вот, ну, давайте, или на 2 группы, нет, на 3, все-таки на 3. Давайте вот так вот. Вот первая группа вот здесь у вас поменьше, а вот здесь вот у вас как-то вот так вот мы поделим. Давайте. Да? Значит, это будет группа 1, это будет группа 2, или вот задние ряды все вот так вот отрежем, да, давайте 3 группы. Давайте так, первые 3 ряда с этой стороны первая группа, 3 ряда вторая группа, и вот всех тех, кто дальше 3 рядов, это 3 группа. Возьмите, пожалуйста, листочки. Здесь есть задание, которое я прошу вас буквально после кофе-брейка озвучить. Кого-то одного выбираете, и он рассказывает разработку темы, специфики, о которых говорят, что их нет, на самом деле неправда. Если наше Министерство внутренних дел то создает, то расформировывает с завидной регулярностью отделы по борьбе с этнопреступностью, то все-таки есть какие-то особенности, которые, во всяком случае, люди пытаются сближаться и на этом поле тоже. Хотя в принципе, в преступном мире, надо тоже понимать, там полный интернационал. Так же, как, кстати, в мире очень богатых людей. Я давно заметила, что вот люди после того, как они достигают определенного финансового порога, там, да, энное количество миллионов, у них признаки этничности, они, знаете, отмирают, пропадают или нивелируются. Во всяком случае, у них теперь другая национальность становится. Они все национальность богатые люди. Да? А вот, то есть вот у них вот очень редко сохраняются какие-то принадлежность, желание помогать, еще что-то, да, или вообще какое-то стремление. Это очень редко бывает, как правило, это нивелируется на определенном уровне благосостояния, таком запредельном, который уже, ну, мне кажется, он излишний, но это я могу тоже заблуждаться. У каждого своя норма. Там тоже свои интересные моменты есть. Да, там тоже все есть свое, да, но тем не менее. Межэтнические браки тоже очень интересная, на мой взгляд, любопытная тема, которая сейчас, во всяком случае, не знаю, как в Ижевске, но в Москве просто беда такая полная. Начинают родители именно противиться межэтническим бракам. То есть не дети против, а родители против. И ну, мне кажется, что это не совсем нормальная ситуация. Этнические аспекты бизнеса, тоже об этом очень мало говорится, но тем не менее, допустим, когда я слышу от мужа формулировку, ну что ж ты хочешь, это же армянский бизнес, да, то я говорю, что имеется в виду под армянским бизнесом? И дальше идет целая характеристика. Вот что значит, когда ты имеешь дело с партнером по бизнесу, и он армянского происхождения, что значит, когда азербайджанского происхождения, что другого. То есть мы можем это признавать или не признавать, но оно реально есть, и люди этим пользуются. Мне кажется, что об этом можно и писать. Да, но только, конечно, нужно максимальная доброжелательность какая-то к этому всему и, соответственно, в общем, какие-то знания, квалификации и база какая-то. Да. Ну да, можно и русский бизнес, да, все очень по-разному. Можно и так, хотя это тоже все очень. Понимаем, о чем тут сразу же. Ну вот, да, хотя, говорю, здесь все очень все по-разному может восприниматься.
Этнобрендирование региона – это как раз та самая монетизация, вокруг которой мы крутились в первой части. И здесь мне кажется, что вот здесь как раз первое, что может монетизировать современного журналиста, живущего на этой теме, это как раз то, что сейчас приходит понимание руководителям регионов, что есть в том числе и вот эта составляющая, которая позволяет им быть конкурентоспособным между другими регионами в борьбе за бюджеты, в борьбе за все, что угодно. Тот же Меркушкин, мы прекрасно видим с вами, он фактически поднялся, да, на этнической тематике в Мордовии, которая на себя позиционировала чуть ли не как центр финно-угорский, да, и на себя оттягивала достаточно активно все. В результате притянула много всяких бюджетов, в том числе и форумы, и все остальное, ну а сам Меркушкин сейчас получил себе во владение Самарскую губернию. Очень, так сказать, крупную по сравнению с теми владениями, в которых он прославился на этнической почве. Поэтому вот этническое брендирование, оно сейчас уже доходит до понимания властей. Этнос и здравоохранение, этого мы уже коснулись, осознание себя через традиционную культуру и спорт тоже. Спорт, почему спорт? В общем, на самом деле все забавы традиционные, которые существовали у разных народов, они предполагали некую соревновательность, но они были все-таки направлены на коллективизм, на какое-то совместное развлечение и увеличение, скажем так, коллективной ловкости, еще что-то. Вот то, что мы сейчас имеем в виде спорта, это скорее, знаете, очень сильно делится на спорт высоких достижений, в котором нет места обычному нормальному человеку. И этот спорт, он скорее противопоставляет что-то. Вот когда вы посмотрите на какие-то серьезные матчи, я совершенно случайно каким-то чудом меня занесло в Лиссабон на недавний чемпионат мира. Даже сама не знаю, как меня занесло, пригласили, я и поехала. И первый раз я была на таком вот, вообще на стадионе, где играют в футбол, и сразу вот на чемпионат, на Лигу чемпионов. Что меня поразило? Значит, по полю бегали гармоничные, красивые мужчины, ловкие, они переворачивали, они били, совершенно невероятный кульбит сделали. Огромный стадион был забит болельщиками, пузатых мужчин, некрасивых, неповоротливых, которые, понимаете, они все время пили пиво, они кричали. Это был такой диссонанс, я смотрела, я даже не знаю, что меня больше поразило. Ловкость вот этих вот спортсменов, чемпионов, да, которых было там всего, значит, сколько, 2 десятка по полю бегало, или вот эти тысячи людей, которые ехали со всей Европы и вообще чуть ли не со всего мира, пузатые, некрасивые, которые, ну, как бы они не гармоничные были. Сложно себе такую ситуацию представить в традиционных играх. В традиционных играх все были задействованы, и все что-то развивали, все могли свою ловкость показать. То есть каждый конкретный человек развивался, а не просто был наблюдателем. У нас ведь вообще сейчас культура, она превращается в культуру наблюдателей. Мы перестали сами петь, в большинстве случаев мы слушаем, кто как поет, мы включаем диск, мы сами перестаем быть действующими лицами. Мы как будто сбоку, понимаете, жизнь идет, а мы сбоку, мы за ней наблюдаем. Диск включим, на футбол сходим, да, сами по мячу не попадем, зато смотрим, болеем, переживаем. То есть, понимаете, это не совсем гармоничная такая система. Мне кажется, что вот осознание себя через традиционную культуру и традиционные забавы и виды спорта, это более гармонично для развития человека и вообще его нормального самочувствия. Трансформация идентичности, вот то, что мы говорили, да, люди себя то так называют, да, почему, что это такое? Мне кажется, что отдельная тема, может быть, даже какого-то смешного расследования под 1 апреля, это почему бы нам не посмеяться над нашей переписью? Это тоже тема. И там, вспомните, вот эти гоблины, тролли и так далее, да, а ведь можно всерьез порассуждать, сравнить и с такими, знаете, насупленными бровями сделать материал о том, а когда у нас будет национальность гоблины. Сколько людей продолжают себя считать гоблинами или там уже считают себя гоблинами. Ведь это очень интересные процессы идут. Если в переписи 2002 года сибиряками себя назвали 10 человек, то в переписи 2010 года сибиряками себя назвали 4163 или 5 человек. Колоссальная прогрессия. Колоссальная. И мы будем иметь дальше, что происходит, почему люди разных этнической принадлежности начинают себя идентифицировать по территориальному признаку. И ведь все уже идет к тому, что через какое-то время у нас появится национальность сибиряки. Я говорила, этот процесс не закончен.
Этот процесс... Казаки же заявили, что это отдельная национальность. Ну да, хотя заявили, но опять же их там кто признают, кто не признают, и даже внутри самого казачества по-разному к этому относятся. Ну то есть это тоже, в общем, очень интересная тема, поговорить на тему национальности гоблина, национальности сибиряки, национальности казаки, национальности русские и все остальные. Да? Вот как-то так помочь нашим потребителям информации немножко подняться вот над этой темой, потому что, к сожалению, к моему большому, тема межнациональная и национальная воспринимается исключительно как проблемная. Только проблемы. Как, где скажешь национальная тема, это обязательно конфликт, обязательно сдвинутые брови, кошмар, ужасы. Нет, эта тема веселая в том числе, она забавная, она разная. Она и научная, она и антинаучная, и всякая. Мне кажется, она очень увлекательная. Региональная вот этнополитика, тоже сравнение того, как в разных территориях осуществляется вот эта вот этническая политика и поддержка себя, она тоже, мне кажется, очень любопытна. Ну и в итоге я вот выделила самыми большими буквами, в результате вот эта тема этническая, она дает ощущение полноты жизни. Вот это самое главное, что мы своей работой можем дать в том числе людям полноту жизни. Да, у нас грани появляются, мы открываем вот эти грани, которые закрыты в силу ряда причин, особенно у жителей больших городов. И это, мне кажется, очень здорово и очень такое достойное занятие. То есть вы меня дублируете, да? Я делаю вид, что я нажимаю на кнопочку, а на самом деле, это вот некоторые моменты, которые, да, вот я ваша даже танцевальный клуб, кто он каркает, я когда рассказываю, что есть разные формы, да? Может быть, я что-то, создание профессиональных стандартов мы уже не успеем, но я думаю, вы можете посмотреть этический кодекс, да? Давайте на следующую презентацию, вот, которая с проблемами. Да, мы на ней остановимся, потому что был вопрос, и я должна на него ответить. В первой части вот то, что вы говорили, да? Да, почему СМИ игнорируют важные для общества темы? По-моему, всего вообще один слайд, давайте мы его откроем. Да? Темы, на которые вот я бы хотела обратить ваше внимание, и которые я считаю, что вот они игнорируют в силу того, что, может быть, не готовы к серьезной проработке этой темы. Потому что, чтобы вот браться за это, нужно все-таки быть немножко более готовыми. Кризис мультикультурализма на Западе и интернационализма в России. Вот об этом мы тоже не говорим. Тот мультикультурализм, который проповедовался на Западе, вы знаете, что все лидеры в последние 1,5 года с официальных трибун признали, мы не справились. У нас ничего не получилось с нашим мультикультурализмом. То, что они не справились, мы видели, когда жгли в Лондоне, и во всех других, в Париже, во всех других местах, жгли машины, были беспорядки в Швеции. То есть вот этот мультикультурализм, когда, но фактически, понимаете, причина его была в чем, и для чего нам нужно это анализировать, для того, чтобы не повторить эти ошибки. Ведь мы сейчас семимильными шагами пытаемся принять вот эту западную модель решения всего и всякого, отказываясь от своего собственного тысячелетнего опыта. И это очень опасно. Нам нужно научиться все-таки анализировать. Вот то, что они пошли по пути мультикультурализма, что это означает? Это означает, что да, мы принимаем всех, мы им разрешаем жить, как они хотят, но фактически это вид сегрегации, потому что они не впускали в себя общество западное, так и не впустило в себя представителей иных культур, в отличие от того, что делалось в России. Что бы мы ни говорили, но вот это российское государство всегда через разные фильтры, но впускало в себя другие культуры и само трансформировалось вместе с этим. Ну, вы вспомните, да, у нас там татарские мурзы становились князьями и так далее, и так далее. То есть можно по всем народам проследить вот эту трансформацию. То есть вот эта вот открытость русского народа, в частности, как базового народа, который составляет как самого многочисленного в нашей стране, она как бы более, они толерантны, если пользоваться терминологией Запада, русские более толерантны были всегда на протяжении столетий, чем формальная толерантность, объявленная Западом в 20-м столетии. И это наша сила, мы должны это четко артикулировать, мы должны это четко знать, что не мы у них должны учиться, они у нас должны приезжать и, извините, я не знаю, там свои евро оставлять за то, чтобы у нас научиться, как мы так живем. Это такое же наше богатство, как наши углеводородные запасы.
Вот этот опыт и это умение вместе жить, впитывать, вбирать в себя и как бы трансформировать, переваривать и жить вместе, не уничтожая никого, это колоссальный исторический опыт, это колоссальные, в общем, наши такие духовные запасы. Но ведь у нас же был тоже интернационализм в России, он тоже переживает сейчас достаточно серьезный кризис. Мне кажется, вот об этом необходимо говорить. Анализ провала интеграционных процессов для мигрантов в мегаполисах. В Москве был очень смешной случай, я тут привела по поводу 500 рублей. Сказали, мы сейчас возьмем всех мигрантов, то сейчас фактически крупные города тоже идут по пути западному, по пути отторжения. То есть мы и есть они. Мы их согласны пригласить, чтобы они нам мели улицы, но дальше этих улиц и вот этих вот мусорных баков мы их не пустим. Это чистой воды западный путь. Это не путь России, который был до этого. Да? Вот мы их не пускаем никуда. И даже в наших СМИ у нас есть четкое разграничение. Есть мы и есть они. Вот какие-то они, такие, да, враждебно для нас настроенные. То есть у нас уже вот эта вот западная бацилла восприятия, она в нас очень серьезно сидит. И вот был, так сказать, эксперимент. Мы сейчас возьмем и этих безграмотных, значит, прибывших к нам мигрантов из Средней Азии, на минуточку, это, ну, как минимум, дети людей, с которыми мы, люди моего поколения, учились по одним учебникам. Мы жили в Советском Союзе, и мы учились по одним учебникам. Мы одинаковые. Я не могу воспринимать людей, как будто они какие-то они, второго сорта или еще что-то. Абсолютно такие же, да, мы все одинаковые. И в моей голове это сидит. Но в головах уже другого поколения это не сидит. Так вот, значит, очевидно, более молодое поколение созрело до такого, что давайте мы их пригласим в музей бесплатно, мы им покажем нашу культуру, они приобщатся, они станут менее дикими, и все будет нормально. Проект не пошел, потому что мигранты, приезжающие в крупные города работать, они сказали, значит так, заплатите нам 500 рублей, тогда мы пойдем посмотрим ваши музеи. А вот это никто не ожидал. Проект провалился, потому что мы приехали работать, а не вашу культуру тут изучать. Да? Вот это был своего рода ответ на вот это вот западное отношение к нашим, ну, собственно, бывшим согражданам по Советскому Союзу. И они также нам ответили, у нас своя культура нормальная, да? Но только они, конечно, не могут это, да, они не могут это артикулировать в каком-то от одного лица, но тем не менее. Вот провал интеграционных процессов для вот этих вот проектов разных, мне кажется, что он очень важен, потому что это очень опасная тема для страны в целом. И вообще сама тема, нужны нам мигранты, не нужны нам мигранты, сколько нам нужно мигрантов в конкретном регионе, сколько нам не нужно, вот это надо очень сильно отслеживать. Это очень взрывоопасная история. Более того, в последнее время я хочу обратить ваше внимание на то, что часто стрелки переводят, опять же, на бедных мигрантов. Как в первой части мы говорили, стрелки переводят на журналистов. Во всем виноваты журналисты. Вот мы нашли виноватого. Здесь мы тоже нашли виноватого. То есть, очевидно, они на воздушных шарах пересекают нашу государственную границу. Вот, они как-то нам материализуются из-под земли у нас, значит, вот каким-то странным образом, вот в таких огромных количествах, и они же во всем виноваты. Когда мы даем материалы о мигрантах, да, или о их задержании, я, например, на своем портале всегда говорю, ребята, всегда требуйте информацию, на каком конкретном предприятии их задержали, кто работодатель. Вот если мы начнем с регулярностью в каждом материале, когда мы рассказываем, ФМС доблестно задержала 250 человек, ФМС доблестно задержала 500 человек, да? Вот если мы начнем тут же говорить, задержаны были на предприятии таком-то, принадлежащем товарищу такому-то, а который еще может быть еще и родственником какого-то депутата, я думаю, что нас будут читать, слушать и смотреть все наши потребители информации, а ситуация быстрее разрешится, потому что пока идет игра в одни ворота. Вот эти вот мигранты, материализующиеся на объектах, да, а кому они принадлежат, поэтому давайте говорить, кому принадлежат. Какая польза есть? Вообще, ну, они реагируют как? А им деваться некуда. Как они могут реагировать? У нас же вся игра в одни ворота. Понимаете, вот если бы у нас... вот, да, вот здесь вот один из пунктов, да, ответственность руководства среднеазиатских республик за обеспечение своих граждан. Если фактически, что сейчас произошло? Это, опять же, задача аналитической журналистики. Мы сказали, мы
не хотели, вот когда у нас разваливался Советский Союз, он под каким лозунгом шел? Не хотим кормить этих дармоедов из Средней Азии, они ничего не делают, да, давайте мы от всех отделимся и заживем хорошо. Что мы сейчас имеем? Что мы сейчас в результате имеем? Мы их кормим? У кого они работают? Они у нас работают, да? Потому что нет у них работы, не способны обеспечить структуру, да? Где они лечатся, бедные? Куда они едут рожать, бедные? Они к нам едут. Вся социальная нагрузка по какому-то обеспечению населения продолжает лежать на центре, на Российской Федерации. А что лежит на руководителях среднеазиатских республик, которые, конечно, радостно аплодировали. Потом они еще выдавливали оттуда русское население, которое способно было там, так сказать, организовывать заводы и рабочие места и все остальное. Да? То есть, опять же, воспроизводство, накручивание проблемы происходило. Да, вот когда принималось такое решение, что мы кого-то не будем кормить, мы должны понимать, что мы не первое столетие живем вместе. И не первое столетие Средняя Азия находится в составе российского государства. И так просто избавиться от этих территорий, как нам кажется, да, нам не удастся. Сейчас у нас огромная проблема стоит. Как только там, мы ослабили вот эти наши границы, да, у нас что пошел? Наркотрафик через нас пошел. Значит, мы платим еще и своими детьми. Вот весь этот ужас, который пошел из Афганистана, еще оттуда, да, он пошел. То есть нам по-любому, вот мы такая страна, которая по-любому надо отвечать за всех тех, кто по нашим границам. Вот что бы мы хотим, мы не хотим, мы все равно будем отвечать, это наше, ну, я не знаю, историческое предназначение или обязанность, или, в общем, как-то получилось. Короче, от предков досталось, вместе с территорией рассуждать не надо, но надо ставить вопрос об ответственности этого руководства. У нас ведь практически никто не говорит: ребят, если вы не способны обеспечить свое население ни медицинским обслуживанием, ни работой, ничем, а чего вы себя президентами называете? Ну-ка давайте все домой. Ну давайте все домой, мы еще раз придем, мы еще раз наведем порядок, да, ну если уж так говорить. Может быть, это звучит великодержавно, как угодно, но давайте об этом говорить в СМИ как минимум. Я понимаю, что это не произойдет завтра, послезавтра, но вы должны понимать, что если мы вот эту критическую массу в общественном сознании накапливать своими разговорами не будем и своими выступлениями, да, то мы будем оттягивать процесс принятия решений. Когда принимаются решения? Когда уже общество созрело. Оно говорит: да, Коля, нам уже надоело, уже журналисты говорят на всех углах, мы уже так считаем, все, давайте решать, давайте принимать решения. Так вот, давайте начинать об этом говорить, чтобы приблизить принятие нормальных решений. Потому что последствия, они уже у нас. Все последствия уже у нас. Почему вот я начала отвечать на ваш вопрос? Потому что раньше такой проблемы не существовало. Люди учили русский язык, находясь у себя дома. И даже если потом они мигрировали по стране, язык межнационального общения, он так и назывался, русский. Да? Он был языком межнационального общения. В Дагестане 36 народов между собой понять друг друга могут только при помощи русского языка. И между ущельями, два ущелья встречаются соседние через гору, говорят на русском, потому что не поймут. Это нормально. Ну давайте мы не будем отменять те вещи, которые уже проверены веками. Да? Давайте вот с этим жить. Потому что иначе у нас ничего не получается. Ну а вот если вы говорите, не надо нагнетать обстановку, как бы освещая. Ну, допустим, если проблемы действительно существуют, и мы не будем их выносить, то они ведь не исправятся. Выносить это не значит нагнетать. Ну, в смысле, надо в правильном русле, вы говорите, направлять эту информацию. Я всегда... Вы знаете, я уже думаю, что... кто, вот скажите, перед кем мы хотим выглядеть хорошо? Перед кем? Кто нас может кем-то посчитать? Эти ниши же по границе все американцы займут, и все. Так же с Европой все так же получилось. Нет, я говорю, кто? Вот видите, у нас опять комплекс. Знаете, я все очень долго думала, ну почему мы все время так сильно любим куда-то оглядываться, да? Откуда у нас это? Вот нам какой-нибудь... Каждый дурачок, извините меня, галимый, что-то скажет, а мы начинаем думать, а может быть это правда, а может быть он прав, а может быть мы не правы, может быть вот наше государство с тысячелетней историей не право, а вот они со своей историей, которые, ну я не знаю, там, ту же Норвегию взять, меня поразил факт,
в Норвегии еще в 70-е годы прошлого века, то есть я уже в школе училась, извините, и многие из нас тоже, да, у них были совершенно фашистские законы в отношении цыган. Их отлавливали, извините, кастрировали, а женщин стерилизовали. Это не где-то, это не фашистская Германия, это демократическая Норвегия, которая нам сейчас рассказывает про какие-то нормы демократии, еще чего-то. Понимаете, если бы мне об этом не рассказал профессор Саам из их университета, я подумала, что это вранье. Но вот это правда. Забирали детей из семей, и причем у них было объявлено, что цыгане, они, значит, этнически асоциальные, вы представляете? У них этническая предрасположенность к асоциальным действиям, генетическая причем. Поэтому детей забирали из семей, и у них появились норвежцы, которые темненькие, и вот они только сейчас начинают узнавать, что они, в общем, какого-то другого происхождения. Фактически детские дома и так далее. То есть, на что это похоже? Вообще-то это фашизм, по-нашему называется, да? Ну и вот, когда мы этих вещей не знаем, когда мы всего вот этого не знаем, то мы легко воспринимаем, когда я говорю, любое вот такое вот государство начинает нас учить демократии, жизни и рассказывает нам, в чем мы правы, в чем мы не правы. Вопрос о... Тут же действие дальше, то, что войска приводят к нам, и все. Но их так не приводят? Не важно, кто что скажет, главное, что... Нет, понимаете, вопрос в том, что войска приводят к нашим границам, если вы знаете историю, с завидной периодичностью. Приводят и приводят. Вопрос в том, как ощущает себя население, что мы про себя думаем. Это главнее, чем войска на наших границах. Вот поверьте. Вот если мы себя ощущаем государством, которое существует не первые 1000 лет, и оно справлялось всегда худо-бедно с разными проблемами, и мы справимся и с этой проблемой, потому что мы со многим справлялись, мы справимся спокойно с этим. Между собой разберемся без всякой оглядки. Вот, я об этом вам и говорю, интонация. Но для этого мы должны себя ощущать. Мы должны себя ощущать наследниками вот тех людей, которые создали нашу страну, и которые много чего прошли, и которые имеют право вот, да, предлагать вот этим вот князькам среднеазиатским, которые ни за что не отвечают, а перевешивают фактически на наш карман свои проблемы, называясь при этом и заседая там в высоких местах, да еще и шантажируя нас. Да, замки строят, шантажируют нас, значит, всякими своими голосами, потом шантажируют тем, что они разместят, не разместят там базы. Мне кажется, что с этой мы уже наигрались. Но мне кажется, что мы уже должны как-то по-другому ставить эти вопросы. Во всяком случае, в своей голове. В моей голове они как-то выстроились. Я хочу, чтобы вы тоже для себя какие-то решения приняли. Может быть, не такие же, какие они в моей голове. Но свое решение какое-то нужно принимать. Исходя из этого, давать информацию. И вот не нагнетать, а ставить вопросы. И требовать от власти решения. Требовать от власти, потому что власть – это всего лишь нанятые нами менеджеры на наши деньги. Об этом надо не забывать. И они что-то не забывали. Для этого наблюдать вот надо. Часто. Вопрос, который я сегодня не хотел задавать, но все-таки, наверное, придется. Баланс между такой штукой, как пропаганда и журналистика. Это, наверное, баланс между отсутствием позиции и позицией. Да? Пропаганда – это когда ты пропагандируешь какие-то вещи, которые, может быть, во что ты и не веришь. Да? Наверное, это тоже пропаганда. Или ты пытаешься… Что такое пропаганда? Вот что в вашем понимании пропаганда? Ну, пропаганда – это то, что мы имеем сейчас, допустим, по развитию Украины, да, событий на Украине. Очень часто… Я считаю, что это уже информационная война у нас идет. Да. Фактически, понимаете, хорошо. В этих условиях мы вынуждены все-таки где-то откатываться на пропаганду, то есть… Безусловно. Что, безусловно, что… Может быть, и не говорить неправду, да, но и всю правду тоже не говорить. Ну, наверное, вы правы, но вот, знаете, когда все-таки начинается война, ну, опять же, давайте вернемся в 1941 год, да, фашистские войска перешли нашу границу, а мы встали и говорим: ой, ребята, вы не правы. Вы зачем? Ну, так нельзя, вы вернитесь обратно, ну, зачем вы это, в Брест? Зачем вы идите сюда? Вот сейчас, к сожалению, ситуация вот уже такая. Вопрос в другом. Вопрос в другом, что мы пропустили ситуацию, когда она развивалась. Вот в этом мы виноваты. Виноваты в том числе журналисты, которые
и были на Украине, и видели, к чему это идет. И ведь очень много было симптомов, да, которые мы не хотели замечать. Мы говорим, да ну мы не будем об этом пачкаться, о нас что-то не то подумают, еще что-то. Нет, на самом деле, мне кажется, что выражение «сторожевой пес», но только, может быть, не демократии, а своей страны, очень хорошо подходит для журналиста. Вот реально, да, надо лаять вот при каждом удобном случае, потому что это очень важная вещь. Депрофессионализация или злой умысел, отсутствие структур, принимающих решения, комплекса ответственности, в том числе очень многие вещи, которые маскируются под межэтнические конфликты, они зарождаются в сфере бизнеса, образования, ЖКХ и так далее. Это тоже нужно четко очень вычленять и вычленять там ответственных. Мы об этом практически не говорим. Вот сейчас только заговорили, и то, ах, какие учебники были на Украине. А ну, давайте-ка проанализируем с этой точки зрения наши учебники. Мне кажется, что вот это ведь интересная история. А особенно региональный компонент наших учебников. А давайте, что мы не можем у ребенка взять и почитать учебничек, и написать статью или сделать телесюжет, да, с вопросами. Ребята, а это что такое? Вот если дальше так пойдет, вот к чему это приведет? События на Украине — это та же самая Россия. То же самое происходит в России, просто об этом... Здесь у нас более сложнее, у нас более сложная ситуация все-таки, да, более сложная ситуация, я бы так не уравнивала. Мы не говорим о том, что мы говорим, что, ах, если я вот одной этничности, то я не могу быть там, значит, я должен четко придерживаться, вот я удмурт, я удмурт, я не могу быть, допустим, русским удмуртом. Или я не могу быть там. А ведь сейчас очень много людей от смешанных браков. Вот для них близка и одна культура, и другая культура. Мы заставляем фактически их выбирать. А зачем мы это делаем? Пусть у него будет возможность и ту, и эту иметь. Зачем мы говорим, что когда мы формируем общегражданскую идентичность, для нас это важно. Для нас это действительно важно, потому что вот то, с чего мы начали, наша Родина, наша общая Родина, да, в которой живут люди разных национальностей, и это круто, что у нас 193 народа живет, это круто, это наше богатство, это наше общее богатство, да, это наша гражданская идентичность. Да. Дальше у нас есть конфессиональная идентичность. Кстати, очень в последнее время наметилась такая опасная тенденция, когда пытаются представители разных конфессий нивелировать этничность. Они говорят, нет, это не важно, важно, что ты христианин или ты мусульманин и так далее. То есть они пытаются вот эту этническую тему под себя подмять. А ведь в этнической тематике и вообще в этничности человека она более древняя, чем конфессиональность. Поэтому отрицать в пользу конфессиональности и этничности — это не совсем правильно. И не совсем правильно, наверное, ставить, допустим, православие равно русский, а старообрядчество не равно русский. А вот есть еще люди, которые там... Да, есть, ну вот всякое есть, да? То же самое очень сильно есть в исламе. И мне кажется, мы должны обращать на это внимание в своих материалах. Ребята, не надо равнять, да? Не надо всех под одну гребенку. Человек может быть россиянином, мусульманином и при этом русским, допустим, да? И это одно другому не противоречит. Это его выбор, это его, как бы, вот он такой богатый, многогранный, у него есть 3 грани. Давайте не подменять одну другой и не требовать отказа от чего-то одного. Не говорить, что вот если у меня такая этничность, если я русский, то я не могу быть россиянином и за всю страну отвечать. То есть это путь в никуда, путь к развалу. Это путь к тому, что мы потеряем на всех, на нас, повторюсь, общую территорию, завещанную, завоеванную нам предками, мы потеряем ее для наших детей. Вот как бы это вот ответственность даже не о нас речь, а вот о том, что мы получили, знаете, сдай в том же составе, да, получил в свое время, да, не выпендривайся, а вот передай своим потомкам вот в том же составе, в том же состоянии, без вариантов. Мне кажется, что это задача минимум какая-то для нас. Изменение этнического состава городов как неизбежность. Это действительно так, потому что туда приходят все новые и новые иммигранты, и разные как бы слои стремятся за теми деньгами, которые существуют в крупных городах. Вот как только мы изменим экономическую модель, как только деньги перестанут концентрироваться в крупных городах, у нас исчезнут эти проблемы. Но пока нынешняя экономическая модель в нашей стране такова, что деньги концентрируются в мощных финансовых центрах. Это крупные города, города-миллионники.
Естественно, где деньги, туда, естественно, будут стремиться люди, и там будут концентрироваться проблемы. Поэтому вот мы должны говорить о том, что этнический состав городов будет меняться. В Москве очень болезненно воспринимают, вообще во всех крупных городах крайне болезненно воспринимают изменение своего этнического состава. Никто людям не объясняет, что это плата за, так сказать, за высокие зарплаты или еще за что-то, да, за нынешнюю экономическую модель. Об этом вообще никто не говорит. Вообще никто не говорит, что все наши нынешние проблемы – это следствие той экономической модели, которую мы приняли сами, не сами, но в которой мы сейчас живем. Поэтому если... Да, если мы хотим... Да, вот поэтому... Наши деньги отбирают. Да, поэтому нужно говорить об этом. То есть нужно людей учить все-таки дальше мыслить. То есть все-таки давать им возможность подумать чуть шире, чуть больше. Ну, не считать их там за быдло, за people, которые хавают. Поэтому вот общаться, все-таки их поднимать до другого уровня понимания проблемы. У нас в последнее время тоже такая опасная тенденция, о ней тоже никто не говорит. Говорят, в городах молодежь кавказская ведет себя не так как-то. Значит, давайте-ка мы вызовем старейшин, и пускай они за свою молодежь ответят, приструняют и так далее. Что это такое? Почему мы, когда русский молодой человек, удмуртский молодой человек, мы не вызываем удмуртскую, я не знаю, там, общество Москвы и не говорим, ну что же вы тут, старейшины удмурты, не так ваша молодежь себя ведет? Почему это? Что это такое? Почему вы за это не отвечаете? Вы даже смеетесь, да? А почему так? Почему мы таким образом обращаемся с другими представителями народов? Мы фактически на государственном уровне пытаемся восстановить для них родоплеменные отношения. Когда род отвечает за, да, и ну это же вот, пускай они ответят, да, вот что они там все. А потом мы удивляемся, что молодого человека забирают куда-нибудь в полицию, потом приезжает, значит, кагал его семьи, и начинают там выкупать, и забирать и так далее. Так мы же сами это стимулировали. Мы же сами говорили, что у нас есть граждане как бы граждане, а есть граждане, которые недограждане, которым нужно еще надзор со стороны старейшин. Они вот еще, знаете, из сверки не слезли, еще первобытные. Давайте обращаться. Это не то, что мы восстанавливаем, они как-то сохраняют. Давайте не будем это стимулировать. Очень многие... Больше вес имеют вот эти старейшины, чем нежели государство. Смотрите, это понятно. Они приезжают жить на территорию, где действуют другие правила. Мы либо справляемся с ними как, ну скажем так, не совсем зрелыми гражданами, мы все-таки дотягиваем до этого уровня и говорим, что если к тебе обратился там полицейский, то ты, как все граждане, по законам того города и той местности, где ты сейчас пребываешь, обязан реагировать так, так и так. Или мы говорим, а ты должен позвонить своему старейшину, а сам закрыть дверь и не пускать полицейского. Вот что мы стимулируем, когда мы говорим, что должны руководители этих общин отвечать. Мы стимулируем родоплеменную систему внутри городов. Вот что мы стимулируем. Это категорически делать нельзя. Очень опасный путь. Надо разрушать. Молодые люди поэтому и бегут туда какие-то. Они, может быть, не сильно воспитанные, они, может быть, действительно воспринимают любую короткую юбку как приглашение к интимным отношениям. Да? Но им надо объяснять это, их не надо вталкивать обратно. То есть мы получаем такой, знаете, мимикрированных граждан. Мимикрированных. Вот от этого надо избавляться категорически. Это очень опасная вещь. И всячески бить по рукам властям, когда они вместо того, чтобы работать конкретно с молодежью, начинают работать только с руководителями общин, а дальше вы сами разбираетесь. Да, выстроите у себя там маленькую банду и в ней разберитесь. Но это может быть только в комплексе. Вот именно, надо и говорить, ребята, а вообще нам это чем обернется? А если завтра они этой банды еще что-нибудь другое решат делать во главе со своими старейшинами, мы что делать будем? Имеется в виду, что надо и к старейшинам обращаться, и с ними вести. И разрушать родоплеменную систему. Разрушать. Выстраивать под то, что принято в этой местности. Если у нас принято в городах, что каждый гражданин за себя отвечает. Или другой вариант. Пожалуйста, вы можете как журналист предложить, сказать, ребята, все, к нам приехали гости, которые почти хозяева уже в нашем городе, потому что они, значит, у них большой клан, большая семья, все друг за друга, поэтому либо мы, значит, должны объединиться, допустим, 18 удмуртских семей, выбрать 18 старейшин, и каждый будет отвечать за удмуртский клан, вот, и, значит, дальше мы начнем жить кланами внутри городов. У нас будет клан, допустим, азербайджанский, клан удмуртский, клан армянский, и вот будет у нас власть общаться с руководителями кланов, а не с гражданами. Да, и они будут говорить, давайте доведем все до абсурда. Это ведь тоже метод журналистский, довести все до абсурда, додумать мысль до конца. Давайте.
Вот это вот, мне кажется, об этом практически сейчас нету. Народные сходы вот пошли как некая реакция, да, вы видели, несколько раз у нас были ситуации критические, которые начинались с народных сходов. В принципе, по большому счету, это некая альтернатива, когда не работает традиционное право, то есть когда не работает правовая система, у нас в памяти заложено так называемое архаичное традиционное право. То есть чувство справедливости у нас все-таки присутствует, ну, скажем так, на генетическом уровне. И когда мы систематически видим, что это чувство справедливости попирается, то тут возникает естественный протест. И вот этот естественный протест, он выражается в том числе в форме народных сходов. Поэтому нужно понимать всегда, как появляются народные сходы там, где все механизмы правовые, которые должны были действовать, дали осечку. Это просто маркер того, что не работает правовая система. Нет, ничего не работает, поэтому уже все, говорят люди, мы от безысходности пошли. Что это значит? Значит, нас нигде не слышат, в упор не видят и так далее. Единственный способ встать на площади, орать и бить стекла. Вот это вот народ, возврат к традиционному праву. Совсем недавно, ну, вы знаете, наверное, есть специалисты по удмуртскому традиционному праву. Традиционное право, оно достаточно жесткое. И у нас были примеры, когда вот это право, оно у нас и в начале 2000-х годов, помните дело Калоева, осетина, у которого разбившийся самолет над Путинским озером, да, у него погибла там семья, он поехал и зарезал диспетчера, потому что местный суд всячески его отмазывал. Мы с вами, вот когда наблюдали за тем, как отмазывал суд этого человека, да, диспетчера, понимали, что его отмазали только потому, что он разбил российский самолет. Вы понимали это? Что если бы он разбил не российский самолет, его бы посадили 10 раз. Мы понимали это? Нам было это обидно? Ну, я это понимала. Я понимала, что идет дискриминация. Что только потому, что грохнули самолет наши, башкирские, по-моему, да, башкирские линии, да, что только потому, что это вот был наш самолет, поэтому, то есть мы как бы нам показали, что вы не совсем люди. Вас можно грохнуть самолет с вашими детьми, уронить его, да, и ничего не будет тому диспетчеру, который уничтожил ваших детей. Потому что наши дети – это не то, что наши дети. У нас было чувство вот какое-то, да, и дальше что произошло? Поехал вот этот осетин, который в соответствии с традиционным правом восстановил справедливость. Он зарезал диспетчера. Как восприняли его поступок в Осетии? Он сейчас до сих пор национальный герой. Он замминистра, по-моему, да, его назначили еще после. Он национальный герой. И вся страна, если вы смотрели, когда он это сделал и когда он возвращался, его с цветами встречали. Да? Что это такое? Это значит, вот это то самое, да, неработающие механизмы правовые, но мы это увидели на международном уровне, когда нам показали, что вы... А то же самое происходит внутри страны, когда мы чувствуем, что не можем добиться справедливости. Человек совершил преступление, а из-за того, что он чей-то сват, брат и так далее, да, он не несет ответственности. И вот тогда нужно очень четко предупреждать. И в таких случаях нужно рассказывать, а что из себя представляет традиционное право. Это око за око, это достаточно жесткая система. Вот, допустим, в мордовском традиционном праве, если человек, ну, пчелы, я не знаю, может быть, в Удмуртии это тоже было богатство, да, до какого-то периода, да, то есть обладать ульем, это достаточно, то есть богатая семья. Но в Мордовии то же самое. Такой человек, который украл, да, его, во-первых, вели по деревне, и каждый мог его ударить в зависимости от того, ну, какой вред он ему причинил. Могли даже убить. Это не порицалось. И это было еще в начале 20 века. Более того, если человек украл этот улей ему могли надеть на голову. Исход известен, да? Ну, то есть это стопроцентный летальный исход. И это никем не порицалось. Поэтому, зная эти моменты, мы, как журналисты, должны рассказать: ау, наша замечательная правовая система, если вы работать не будете, мы начнем друг друга резать. Мы начнем надевать друг другу ульи на голову и так далее. У нас нет выхода. Либо мы действуем в правовом поле, либо народный сход, резня и ульи на голове. То есть мы должны как бы показать вот это вот все, в том числе людям, принимающим решения, которые в силу своих интересов пытаются до определенного уровня нарушать общие правила. То есть это как бы, ну, с нашей стороны это пугалка. Но я считаю, что это благородная пугалка. Я считаю, что этот метод хороший. И для этого мы должны знать это традиционное право, найти специалистов и рассказать. А вот как будут действовать удмурты.
удмурты, а вот как татары будут действовать, если у нас не будут действовать наши законы Российской Федерации, если вы на них будете продолжать плевать. Мало не покажется. Отловим поодиночке. Ну, то есть это естественное чувство человека, чувство справедливости. Иначе человеческое сообщество не выжило. Это, опять же, все направлено на выживание. Вообще в традиционной культуре наших народов это как бы все правила на 90%. Это для того, чтобы выжить, быть более здоровым, дать здоровое потомство и нормально жить спокойно, с душевным покоем внутри. Поэтому это так и ценно. Это, знаете, такой свод правил, золотые правила. Поэтому к ним периодически прикасаться, брать оттуда что-то и как-то трансформировать или напоминать, это, мне кажется, очень полезная вещь. Ну, про ответственность среднеазиатских республик и пора присоединить эти территории. Был бы здесь Зорин, он бы меня убил, конечно. Но он знает мои настроения, да. То есть вот эти вопросы я предлагаю же журналистам московским не стесняться задавать на пресс-конференциях лидерам государств, всем этим вот нашим замечательным Керимовым и всем остальным, да, что нужно задавать по поводу миграции. И по поводу выдавливания русского населения из бывших республик. Что это такое? Это начало экспансии и великого переселения народов? И что это? Вот это осознание до сих пор, опять же, нет в нашем информационном пространстве, не наблюдается вот эта тема. Что вообще сейчас происходит? Что вот это? Когда население среднеазиатских республик двинулось в европейскую часть. Что это? Это как бы временный процесс, это не временный, или это правда, мы накануне глобальных процессов переселения народов на планете. Вот мы для себя внутри России, потому что мы огромная часть планеты, мы огромная, мы должны научиться ставить перед собой эти вопросы, осмыслять их. Это же естественный процесс, в принципе, перемещения. Не в таких объемах. Конкретной национальности. Африканские страны тоже оттуда поступают, европейские, Францию, Англию и так далее. Германию. Ну, значит, мы тогда должны как бы говорить, что это естественный процесс, да, что нас становится меньше, нас как бы вот там люди лучше размножаются, они нас поджимают, да, и уходят к нам. Почему это происходит? То есть, ну, точно так же есть написано русские. Да, или все-таки те, что переселяются на Нет, те, кто переселяется. Великое переселение народов, конечно. То есть, понимаете, несколько процессов. С одной стороны, переселение к нам из наших бывших братских республик, да, население достаточное количество. С другой стороны, а что вот это было? Вот эта вот пульсирующая такая вот система, когда сначала русскоязычное население, русское и всякое другое расселилось по границам, а теперь оно сжимается, да, то есть его выдавливают, оно уходит. Вот это что за процесс? Вот этот вот процесс, он, так сказать, туда-сюда или как? Я хотела сказать, есть же у нас Москва, в которой 10% населения России живет, да. Правильно? И, в общем-то, вся периферия, она настроена, ну, не будем скрывать, да, в Удмуртии есть два направления. Это уехать в Казань и уехать в Питер. Москву не любят, а вот в Питер, пожалуйста. Вот. Опять же, тенденция российская уехать куда-нибудь в Лондон, Париж. Есть. Наверное, да. Сейчас уже меньше намного. Ну, то есть люди, которые имеют какой-то багаж культурный или интеллектуальный, да, ну, некоторые предпочитают такой исход. Чем отличается эта ситуация? Люди точно так же ищут, у них есть рынок. У меня другой вариант еще есть. Мы же начинали с вами с чего? Великая дружба народов. Великая дружба народов. Вот эта дружба обратно возвращается к нам. Вот наши молодые специалисты, эта дружба вернулась. Да, это молодые специалисты, которые уезжали, по Советскому Союзу разъезжались, русскоязычные, они возвращаются, выталкивая вот другими странами, ну, другим государствам. Что все-таки интеллектуальная элита бывших республик это русскоязычные. Конечно. Те же украинцы, да. вот это которые в том же самом Советском Союзе, да, у меня тоже. Когда я работал в Воскресенске, мой руководитель, он был из Душанбе. И он сказал, на какой-то момент я понял, что я никогда не стану начальником, потому что надо мной должен быть местный парень. Поэтому я собрал свои вещи и поехал в Подмосковье. Вот и стал начальником. Вся история. И открыл свой бизнес. Другая история, когда люди уехали из
Узбекистана, потому что там было просто страшно жить. Это Казахстан тоже там прожили, вы дальше там жили. Конечно, конечно. Вот я говорю, что этот процесс, он требует как бы осмысления. Видите, у нас уже здесь разные варианты. А я, доехав до Дальнего Востока, столкнулась с другой проблемой. Наш Дальний Восток, который сейчас стоит в программе переселения, у нас там недостаток населения и так далее, да, мы все считаем, что на Дальнем Востоке самая большая угроза со стороны китайцев. И больше всего местное население по этому поводу переживает. Ничего подобного. Мифы Древней Греции. Больше всего они переживают по поводу, не поверите, переселения мигрантов из Узбекистана. Из Узбекистана намного больше людей едут туда, на Дальний Восток, и там межнациональная проблема заключается в следующем. В свое время, когда выдавливали русскоязычное население из Средней Азии, вы знаете, что корейцы российские, они были депортированы с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Там неплохо прижились, они, так сказать, вгрызались в эту землю, давали шикарные урожаи овощей и всего чего угодно. Да, то есть они какие-то фантастически талантливые, трудолюбивые овощеводы. И они себя проявили всячески, вот, в том числе в Узбекистане и во всех среднеазиатских республиках. Их оттуда, корейцев наших, изгоняли как русскоязычных, потому что, правда, для них язык родной русский. Они были неплохо интегрированы и в местные элиты, и во все что угодно, но их выкидывали из университетов, откуда угодно, только потому что они корейцы. И они, значит, 20 лет назад, буквально с одним чемоданом, возвращались на свою историческую родину, потому что историческая родина для них именно Дальний Восток, на котором, вот, вы знаете, в этом году 150 лет переселения корейцев в Россию. Да, вот когда российское, опять же, российское государство решило, что из всех племен, которые были там на границе, для нас больше всего подходят корейцы. Это ведь тоже очень интересная история для расследования. Так вот, я сейчас к ней вернусь. Вот корейцы очень плохо воспринимают переселенцев из Узбекистана. Очень плохо. Потому что они помнят, как они их изгоняли, как они их выгоняли из домов, и это было 20 лет назад. То есть, когда у меня на семинаре встает серьезная женщина, там 40 с лишним лет, и начинает рассказывать, что с ними было, а потом она, значит, чуть не плача говорит, а теперь они едут еще и сюда. То есть, понимаете, что у нас происходит, да? Они нас оттуда выжили, они лишили нас всего, что мы там нажили, мы приехали с одним чемоданом, мы 20 лет здесь, значит, обосновались на новой родине, а теперь они сюда, как она выразилась, приперлись, и опять они здесь, я не хочу их видеть здесь, то мы имеем межнациональную проблему на территории Российской Федерации. Вот что мы имеем, да? И надо знать, почему так корейцы, другие, как бы относятся, как все негативно относятся к мигрантам, да? Но корейцы просто, а потом они мне, значит, под выключенный микрофон еще говорят, вы, говорит, представляете, они имеют наглость, мы создали фонд, когда мы сюда приезжали, не было ничего, мы селились в заброшенных воинских казармах корейцы. То есть нормальные как бы люди доселились там, потом, говорит, мы обживались, потом, значит, из этих казарм выезжали, и мы создали фонд взаимопомощи. Мы же опять об этом ничего не рассказываем, да? А как наши люди, которые бежали из Средней Азии, как они выживали на территории Российской Федерации? Мы же об этом ничего не говорим никому. Да? Мы молчим об этом. Так вот они, оказывается, в казармах воинских выживали. Они создали фонд, и вот председатель этого фонда мне говорит, Маргарита, вы представляете, имеют наглость, вот те самые, говорит, я понимаю, что не конкретно они, но ко мне приходят узбеки и говорят, а помогите нам здесь обустроиться. И я говорю, что? Он говорит, а я не могу передать вам гамму чувств, которые у меня в душе возникают в связи с этим. Вот, это наше, это то, с чем нам сегодня надо жить, с чем нам надо работать, что нам надо описывать, да, и что нам нужно знать. Поэтому вот это как бы непростая такая вот тема межнациональная, да, или взаимоотношения наших народов. А то, что они 150 лет назад были, как бы, это было решение местного генерал-губернатора, который проанализировал, кто из соседних вот, как бы, народов, живущих по нашей границе на Дальнем Востоке, кто нам больше всего подходит. Вот понимаете, мы сейчас даже себе представить не можем, что может быть такой подход. Да, пропуска через нашу границу. У нас все, кто едут, то и едут. Да? Ну теперь давайте, приехали, давайте теперь будем думать, что с вами делать. Очень интересная была система. Он сказал, что маньчжурские племена не склонны работать, а склонны скорее грабить. Да? Потом, значит,
Там дальше монгольские племена вообще не склонны заниматься растениеводством и что-то выращивать. Китайцы сразу начинают торговать и ничего не делают. Самые лучшие, и это он писал, это сохранилось это письмо, написанное, соответственно, да, в императорскую канцелярию. А самые лучшие для нас, лучше всего подходят для обеспечения наших военных баз на Дальнем Востоке, чтобы наши казачьи вот эти вот кормить и все остальное, овощами обеспечивать и продовольствием, это корейцы, хорошие овощеводы и так далее. То есть далеко. А те рядом были. А те просились и стояли на границе. И поэтому было разрешено, первая корейская деревня 150 лет назад так появилась вот прямо в районе Артема и Владивостока. Вот с тех пор у нас мы в этом году празднуем 150 лет, как у нас официально появились корейцы. А у нас в этих 193 есть, да? Да, конечно. Российский корейцы, коренной народ, да, конечно. Понимаете, да, на Сахалине это другая ветка. У нас две ветки корейцев, и они между собой тоже в очень сложных отношениях. На Сахалин завезли корейцев японцы, как рабов. И они завозили по такому жуткому принципу. То есть они брали молодых людей, неважно, была у них семья, не была, хватали молодых мужчин, молодых женщин, и там на рудники, на разработки и так далее перевозили их из порта Пусан туда, и, собственно, все. А вот эта вот история через 60 лет, когда они воссоединялись со своими семьями и со всем остальным, и они другие, то есть корейцы на Сахалине, они другие. У них, как правило, очень многие были японские имена, потому что их старались ассимилировать, и им не разрешали корейские имена. То есть наши 150 лет здесь жили и спокойно жили. Понимаете, в чем отличие? Вот как японцы себя ведут по отношению к другим народам, британцы, все остальные, и как вели себя в рамках Российской империи, надо знать. Разные, совершенно разные абсолютно были подходы. То есть нашим корейцам, которые сюда приехали, им никто ничего не запрещал. Они могли говорить на своем языке, у них были старосты, которые там, значит, что-то отвечали. Потом они даже были на коронации Николая, представители разных народов были, в том числе корейцев. Знаете, проехать как? Туда еще, значит, быть на коронации. То есть все нормальные граждане были. И система была, и к образованию были допущены через какой-то период. То есть все нормально было. И японцы, которые запрещали говорить на корейском языке, запрещали даже именами своими называть. И вот это вот все. То есть, знаете, почувствуйте разницу. То есть об этом тоже, обо всем нужно знать. А теперь давайте мы вот к тем заданиям вернемся, которые я вам раздала. Первая группа. Кого вы выделяете, кто нам расскажет? Давайте мы выбираемся. Первая группа, кто у нас по первому заданию, кто расскажет? Все уже рассосались. Значит, задание такое, вы все видели, да? Концепция спецрепортажа. Давайте. Пока готовится. Давайте сейчас все централизованно. Я просто сейчас скажу, и они пока готовятся. Давайте, пишите. У меня Юлечка, пиши, пожалуйста. Изведи рука слова. Давайте, вы напишите, да. Не, пока еще уже не показывают. Не мешай работать. Ну что, кто от первой группы? Давайте вы, или вы, давайте вы. Как вам не достал? Нет, вы не разрабатывали, давайте тогда. Вы не совещались даже, да? Вы не журналист, хорошо. Кто у нас от первой группы? Варианты какие? Буквально через 5 минут. Что? Не успеем? Все? Да, то есть, хорошо, я не журналист. У нас порядка 60% журналистики людей, не имеющих профессионального образования. Нормально. То есть я здесь бы, да, конечно, дал бы и эту картинку, потому что она важна. Следующий момент, я бы, наверное, проанализировал с кем-нибудь из городских властей, которые ответственны за распределение бюджета, в том числе за медицинскую страховку, и поставил бы вопрос, а вообще эти люди, они медицинское страхование платят? Платит ли работодатель, который их нанимает? Откуда эти люди появляются? Да, то есть, обязательно страхование у нас никто не отменял, в том числе и для российских граждан. Вот. Ну и третий момент, я бы действительно тоже задал бы вопрос кому-то из представителей
диаспора, так скажем. Хорошо. То есть каким образом та сторона отвечает за своих граждан на территории России? Демократия, не отвечает. Да? Ну, скорее всего, что бы мы получили, да? Мы же имеем точно такой же опыт, приезжая в качестве туристов там, в ту же Турцию, в ту же Европу, да, мы обязаны иметь с собой страховой страховку. Ну да, конечно. Если ты не без страховки, тебя вообще тут на порог не пустят. Значит, ну вот у нас, помните, были пару скандалов, в том числе связанные с тем, что ну вот как бы отказывали медицинскую помощь. А вообще, или надо было просто сказать, что надо отказать медицинской помощи, да? Пускай рожает на пороге, правильно? Или что? Ну что? Ага. Так, вот я и говорю. Мы же с вами 2 часа об этом разговаривали, что мы принимаем всех и всегда. Гостеприимно, радушно, с открытыми объятиями. Нет, они приезжают, потому что нам это выгодно, потому что Россия не может быть мигрантом. Турцию, да? В Турцию можно приехать на учебу, но там никто не имеет права работать. Им не дают права работать. Поэтому никто туда, никакой мигрант туда не едет. Потому что законы Турции не позволяют. У нас позволяет, нам выгодно. Вот о чем надо говорить. Почему мы дошли до того, что мы не делаем ту работу, которую делают мигранты, а мы не хотим ее. Вот поэтому они и едут, потому что без них уже Россия не может. Если бы мы сами это делали, никто бы их мигрантов не пускал бы за силу закона. Причина-то в этом. Какие цифры? Цифры какие? Вот мы с чего начинали? Цифры какие, да? Где, понимаете, пошли эмоции. Чем отличается журналистский материал от эмоционального выступления, от какого-то поста, да, на форуме? Там можно выплеснуть, вот мы не можем без них, да, плеснули вы. А журналистский материал чем отличается? Нужны цифры, нужны факты, нужно какой-то анализ минимальный, да, не просто эмоции, а что-то еще должно быть в подложке. Что в подложку кладем? А я бы здесь к этому программе задал бы вопрос, соответственно, вот вы нарушаете в данном случае или как это? Есть диссонанс, российское законодательство и, так скажем, медицинские какие-то нормы и правила. Здесь конфликт еще. Да, я бы, если честно, ушел бы от вывода. Ушли бы от выводов. Так, тоже позиция. Потому что непонятно, что делать. Читатель должен делать вывод. Да? То есть можно его подвести, с одной стороны. Да? Мне очень понравилась ваша фраза о том, что мы должны стимулировать власть, да, к работе. То есть мы поднимаем проблему и говорим, а что? Да? То есть, что будет? Мы не можем этих людей бросить на пороге рожать. Или можем? Потому что это люди. Вот, но с другой стороны, потому что мы люди, да, и они люди, да, ну вот да, так. Но с другой стороны, эти люди, приезжая в нашу страну, должны следовать каким-то определенным нормам и правилам. Как мы, приезжая в другие страны, точно так же обязаны у себя в кармане иметь страховку. Да, хорошо. И в случае, если наши, например, граждан им не оказывают медицинские услуги, у нас спецборд МЧС вылетает, значит, Если дождаться узбекского спецборта, вы будете ждать, пока ребенок в школу не пойдет. Почему так происходит? А тут можно, наверное, ставится вопрос, да, вот все про медицинскую страховку, да, вот все об одном, да, и тогда ставится вопрос, на каком основании эти люди находятся, я так понимаю, в России, да, растут на 32%, да, у них какой-то статус, да, там статус беженства, нет, если статус беженства, то беженцы дают им, такие-то полномочия им дают, в смысле, у них такое-то медицинское там сразу же дается, то есть ставятся, наверное, границы, на основании чего они здесь находятся. И, соответственно, им должны быть такие медицинские услуги оказаны в рамках того, что есть. Несовершенство закона. Нет, ну здесь я думаю, что сюжет будет тогда провальный, потому что это люди, которые приехали как члены семей тех, кто, вероятно, уже работает. Ну, то есть вот вы видите, да, хорошо, один... Отметить ответственность тех предпринимателей, которые приняли их. Здесь уже возникает вопрос, да, то есть за работающего обязаны платить. За члена семьи, за жену, да. Ну, да, вопросы. Хорошо, так, а можно нестандартное решение? Давайте, да, второй сюжет. И, давайте. Ну, то же самое по первому.
допустим, я бы то же самое показал, но еще бы задался бы вот таким вот вопросом. Моя бабушка родила моего папу в поле. То есть легко это, без никаких нянек, повиту. Мигранты в поле. Вот вам поле, нет, это как вывод. А сейчас вот это женщины боятся рожать даже и за деньги, и бесплатно. То есть это почему вот так получилось, что за 100 лет человечество потеряло естественное рождение людей. Это миф о том, что женщины рожали в борозде. Ну, бабушка моя родила папу. Слушайте, как активно мужчины обсуждают женскую тему. Давайте второй сюжет, пожалуйста, второй сюжет. Второй сюжет по мигрантам. Давайте мы его, я так поняла, что пропустим, да, давайте к третьему, может быть, перейдем. Значит, чем он, ну, я уже поняла, что нету, да, у нас и по времени, или кто-то готов? Не готов. По третьему, ну давайте по третьему вместе как-то, да, скооперируемся. Значит, чем опасен вот третий сюжет? Как правило, такие сюжеты, значит, очень любят, чтобы власть, значит, присылает интересно, это сплошные официозные планы. Вот что делать, чтобы это было интересно? Не, в данном случае я не соглашусь, потому что сам не раз был на подобных праздниках, вот, и достаточно ярко они проходят, интересная телевизионная картинка. В данном случае я вот какой-то конфликтогенной темы здесь не обнаружил, если было заявлено изначально. Никак. А они разные все. Ну, я специально дала разные, понятно, просто они должны быть вкусные. Вот как сделать вкусными даже такую официозную тему? Ну, самое начало сюжета, вернее, подводка ведущего, то есть тут мы говорим краткая предыстория татарского праздника, окончание весенне-полевых работ. Единственное, здесь 19 мая немножко смутило нас, потому что обычно в июне проходит праздник, а тут в День пионерии. Тут можно так интересно подать то, что вот так совпало, что пионеры сегодня, да, отмечают праздник, и татары Сабантуи. Ну да, последние пионеры. Ну, пионеры — это первопроходцы, да? Тут можно поиграть словами, конечно. Но тема такая достаточно, она легкая, приятный такой бантик на концовку новостного выпуска. Вот. Начало бы я пропустил, наверное, как выпускающий редактор. То есть театрализованное шествие, творческие коллективы, приветствие — это все менее интересно, буквально, может быть, два плана. А акцент сделал бы на национальных играх и состязаниях, потому что это выигрышно, это состязательность, это, ну, наверное, все представляют, да, как ползают по столбам, там, бьются подушками. В общем-то, у многих народов это вот очень похоже проходит, в том числе у русских, та же самая Масленица, да. Вот, соответственно, вы записали бы интервью с участниками, там, с победителями, кто там барана выиграет, да, в конце обычно, там, или борцы Куреш, или те, кто участвует в скачках, и с гостями пообщались. Ну и праздник, он хоть и имеет национальный окрас, он все равно интернациональный, потому что участвуют многие представители других национальностей. В данном случае сюжет такой, он консолидирующий получается, тем более приезжают гости из разных регионов.